Салям. Всем салям. Короче, протру везде эти. Ой, экраны. Точнее эти. Что это, тупит что ли? Так, салям дуслар. Если что, может тупить, само собой, так сказать, канал. Так. Вот сейчас мы автоповорот включим. Так, дуслар. А как повернуть-то? А кто его отключил-то? Конечно, мне надо повернуть. Так, сейчас. Странно, да? Почему он не поворачивает? Так. О, Мухаммад, алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Джума мубарак, хоть и поздно. У вас уже прошло, да? Или еще нет? 2 часа разница, да? Короче, я приперся, как обычно, на зарядку. Это место я бы вам показал бы, конечно, показывать нельзя. Этот сзади меня просто камера. Поэтому я очень далеко сижу, ближе сесть. Сейчас, секунду. Сейчас. Мне очень ближе надо сесть. Очень далеко от дивана у меня стоит. Надо сближение сделать с аудиторией, так сказать. Я, короче, сегодня буду выходить максимально на всех эфирах. Точнее, на глюк у меня ловит еще интернет. Что-то тупо там еще в голову. Что за фигня? Так, еще я здесь. Ну, потому что сегодня у этих чуваков, так сказать, выходные дни. Из-за того, что выходной. Короче, придумал тему я. Короче, выходные дни, поэтому будет вот такая ситуация. Обратно про что эфир будет. Вот, что за эфир, давайте. Да, эфир, предлагайте эфир, что будем говорить сегодня. Какой эфир будем делать? Ну, я там один эфир посмотрел, конечно. О, салам алейкум. Короче, у меня сейчас сегодня два WhatsApp будет, короче. И это, короче. 2 WhatsApp будет. На всякий случай. 2 WhatsApp, говорит. 2 Ютуба будет. Туплю конкретно уже. 2 Ютуба будет, если что. Вдруг там будете, короче, сидеть и там, и тут. Потому что ТикТок я не хочу. В ТикТоке толка нету, там никто не сидит. Там какие-то странные люди. Раньше сидели, сейчас вообще не сидят. Вот так, будет один эфир Башкортостан, вот этот будет, а слева будет Куандык 2025. Вот так вот. Надеюсь, головоломка никто не придет, мне мозга не будет сушить сегодня никто. Ну я более-менее уже диваны тут кто-то притащил. Хайрлы гейшляр, всем салам еще раз. Нормально? Надеюсь, ну вот, если что, пишите, я вижу, в очках вижу я, иншаллах, смски. Пишите, я как бы сегодня растусил телефоны, все подключаю, подключил, то, что у меня есть. Вот, так, все. Я присел, чай я налил себе, так. Даже не знаю, брат, вон сегодня украинский дрон Грозный Сити разбомбили. Не слышал, брат? Вот не слышал сегодня или вчера что-то было, нет? Или сегодня уже Грозный Сити бахнули? Вроде бы один день, что бахнули по какой-то
Росгвардии, что ли, Чечни, или что-то было, кому-то бахнули, что-то я не помню уже. Я честно, сегодня новости не смотрел, будем смотреть, может, посмотрим, что происходит вообще в мире, посмотрим. Но я одну вещь там увидел, жестко интересную вещь, я закидывал сегодня только, интересная тема меня аж задела, то, что в Узбекистане будет, намек такой, да, после президента, может быть, дочку поставить хотят. Это уже какой-то звоночек и намек какой-то странный. Это раз. И второе, сколько золота вывезли из Кыргызстана. Друг, для кого ты стрим ведешь? Тебя 2 человека смотрят. Ну, ничего страшного, 2. У меня здесь это запасной YouTube у меня, справа у меня другой YouTube, есть что, и там тоже вы можете увидеть меня. Так. Вчера тоже были удары, сегодня Грозный Сити эти высотки разбомбили. Нифига себе, да? Ну вот давайте посмотрим, интересно, блин. Интересно. Ну, наверное, это внутри Украины чеченцы, наверное, бомбят. А Закаев сила, Закаевы уже бомбят. Вот. Так. Вот, давайте начнем с прикола, короче, как раз вот. Дон всемогущий про прилет дронов в Чечню. 1 день назад. Конечно, там написано. Да, про Дон, Дигидон давайте поговорим. Что тут он говорит? Давайте с прикола начнем сегодня. Вот. Как раз тему... Очень сильно Дон возмущен вопиющими действиями всех вот этих украинских беспилотки летающих препаратов, которые недавно прилетели в Чечню без моего разрешения, Дон. Так, где-то. Я очень, можно сказать, недоволен. 2 человека это уже армия. Нет, вот именно в Куандыке сейчас 10 человек, а в этом 3. Как бы вот так, да? У кого есть, и там, и тут могут смотреть. Где лучше, там и будут смотреть. Он недоволен этим, Дон, потому что без моего разрешения в Чечню никто и ничто не может ни прилетать, ни приезжать, ни приплывать, ни приползать, ни приседать, ни прикрывать, Дон. Даже я без разрешения ничего тут не делаю, Дон, пока сам себе не разрешу что-то тут делать. А разрешаю я себе тут абсолютно все, Дон. Даже перелетные птицы, Дон, которые летят в потные края, 10-й дорогой, Дон, облетают в Чечню, если я не дал им своего разрешения, Дон. Ветер, который воздвигает на территории Чечни, дует с той скоростью, с которой я ему, Дон, разрешу. И только в ту сторону, которую я покажу, вот так вот, Дон. Чтобы понимали, Дон, солнце у нас появляется только тогда, когда я открываю глаза, Дон. Нормально, да? Как только я глаза закрываю, оно сразу же исчезает. Боится меня, Дон. Я иногда вот так вот делаю, короче, Дон, и солнце быстро появляется и быстро исчезает. Вот так вот я его гоняю то туда, то сюда, Дон. Если вы видите месяц на небе, вот этот тоненький кусочек луны, Дон, это она тихонько выглядывает, чтобы спросить меня, можно ли ей появиться, Дон. И только после того, как я через неделю дам ей свое, Дон, разрешение, луна появляется уже полностью. И светит, Дон, только как я ей разрешил в 3 режимах: теплый, холодный и нейтральный, Дон. Вы никогда не задумывались, почему на... Ну, что-то не так уж прикольно, короче. Он еще жив, Дон. Ну, Мирноград стирает тяжелые бои за город. Короче, тут написано. Ну,
Тысячи причин гражданской войны. Это вчерашняя. Я не знаю, почему вот вчерашние показываются сегодня. Вот нету вот этого вот обновления. Вот один день назад. По-новому я сегодня только зашел, да, ведь, и показывают. Вот только вот чисто, вот нехто только есть, США уступили Путину, Зеленский сделал что-то 5 часов назад. Ну, нехто-то мы смотрим, да, допустим, да, там такое хайповое название, а туда внутрь заходишь, дичь какую-то несут. Вот реально, там вроде думаешь, о, все, классно, и фигня получается какая-то полная. Вот так вот. Ну, я думаю, все-таки лучше, пока в данный момент, если мы в этом в устной форме, если мы не найдем, то я не знаю даже. В орке валяется 200 дон. Да. О, Олег, ты откуда? Так. Ну вот такого вот прям свежего видоса почему-то у меня вот не выставляет канал YouTube, не знаю. А какие-то, то ли у меня ограничения. Читая комментарии людей, кто-то считает, что это провокация со стороны ФСБ, чтобы объявить мобилизацию, а кто-то утверждает, что это именно украинский фронт, кому верить, не знаю. Украина, ВСУ, дрон. Блин, уже свет вырубает. Ну, да, встали уже. Еще 10 нету, свет вырубает. Надо ехать. Так. Интересно, да? Слева 6 человек, справа 5. Так, сори, да? Итак, давайте поговорим, да? Поближе поставлю этот случай, чтобы не виделось. Ну да, темнее, потом врубим этот фонарик, если уже сильно темно станет. Так. Давайте почитаем новости. Ну как новости? Которые есть в Телеграме. Оттуда, может, что-нибудь выясним, что произошло сегодня вообще. В мире, так сказать. По новостям слушать, в этом шуме я даже сам не слышу. Вам, наверное, тоже будет тяжело слышно будет. Потому что пока шумно, народ еще не спит. Да, 8 человек, слева 2 человека. Ну тут меняется туда-сюда. Так. Самое интересное. Мне только что написали из Москвы, что в аэропорту чпокают всех подряд. Так что не вздумай, сказали, возвращаться. Ну, мне это вообще, конечно, нельзя. Это вам тоже как бы так. Объявление такое. В Москве в аэропорту чпокают всех подряд. Жестко. Поэтому как бы туда нехер лезть. Если кто-то тут вдруг меня смотрит в Европе или еще где-нибудь, так что в Москву не едьте. Ну, точнее, не то, что в Москву там. Вообще никуда не едьте нафиг. В сторону России.
Это все, будете Навальным потом. Вот. Навальным будет. Как раз такого чувака сейчас вот загрузил я недавно. Одного чувака так запихали, короче. Который вообще местный здесь, там, с 2000 годов здесь живет. Но его, короче, за какой-то СМС, короче, и пихнули своего же узкожопого. Который не при делах. Так, ну что-то я тоже тут свежего ничего не вижу. Не, может просто напишем давайте этот, что произошло сейчас, найдем. Если уж эту тему давайте, если про то, что там в Чечне произошло. Так, что прилетело в Чечню сегодня? О, сразу дроны в ночь на 5 декабря атаковали Чечню. Вот давайте вот 24 ТВ ЮА. Может оно как бы не лжет. Так, взрывное утро в Чечне. Дроны поджарили важный небоскреб возле резиденции Кадырова. В Грозном после атаки БПЛА поврежден небоскреб Грозный Сити, расположен в 800 метрах от резиденции Кадырова. В здании размещены офисы нескольких органов власти. Ну это как у нас Уралсиб. Как у нас Уралсиб, подобие этого, короче, Уфе. Ну явно уж выше Уралсиба, наверное, это. Ну да, так, ну, что сказать уж. Я-то думал, как этот, блин, в сентябре те два братья в Нью-Йорке, или где они, чпокнулись, прям донизу. Вот донизу было бы, наверное, было бы, да, как-то интереснее. Так, российские СМИ жалуются, что в последнее время участились атаки на Чечню. В частности, утром 5 декабря взрывы слышали в Грозном. Там дрон попал в небоскреб, расположенный в 800 метрах от резиденции Кадырова. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российский телеграм-канал. Ну, что известно о взрывах о Чечне? Росмир утверждает, что прилет был в небоскреб комплекса Грозной Сити, башня, в которую попал дрон, расположен в 800 метрах от резиденции Рамзана Кадырова. В ней размещены офисы сразу нескольких органов власти, пишут россияне. В частности, согласно данным картографических сервисов, здание разместили Министерство Чечни по туризму, региональный департамент по связям с религиозными общественными организациями, региональное управление Минюста, Совет безопасности Чечни, Счетная палата республики, приемная местного омбудсмена, приемная Единой России и избирком региона. Поблизости также расположено здание ФСБ. Взрывы прогремели вблизи резиденции Кадырова. Вот. Карту тоже покажем. Если видно, не видно. Так, и сюда. Но на опубликованном фото видно серьезное повреждение фасада 28-этажного здания. 28-этажного здания. Об пострадавших пока не сообщалось. Последствия атаки на Грозный, смотрите видео. Похоже, что по небоскребу успешно отработала российская ПВО, или же беспилотник туда направила РЭП. Во время атаки утром РСНС даже закрывал несколько аэропортов. Последствия атаки на Грозный, смотрите видео. Последние атаки на Чечню. Да, ну давайте посмотрим, если оно тянет. Ну это тут дичь какая-то, не видно. Ну чисто какие-то последствия только. Да е-мое. Ну чё там, ну здание. Но мы одно должны понимать, такие атаки, да, ведь, или они больно слабые, или больно такие предупредительные, или как тот вариант, то что это сделали сами узкожопые, чтобы как бы нагнать какой-то шума, да, так сказать,
шум сделать, охренеть, вырубить. Ну, типа нагнать шумиху, подобие того, что, ну, типа попугать народ, что ли, или что-то в этом роде, короче, да? Вот так будем сидеть, да ведь? О, я с вами, главное, я здесь. И поэтому я считаю, что это нужно будет так сказать, сегодня сразу вердикт какой-то мы не можем, гадать только мы можем. Может там завтра, послезавтра там будет какой-то от этого свежего, так сказать, взрыва, ответы какие-то. А так мы что можем? Пока ничего не можем даже придумать даже не можем. Вот так вот. Но от себя могу сказать одно, что такие же действия нужно делать по Башкортостану и Татарстану. Вот это я точно могу сказать. Надо херачить по Хабировской хате, не по каким-то там думам, пумам, блин. По Хабировской хате нужно долбануть, и по Минихановской хате надо долбануть. Вот по ихним хатам чпокнуть их, поджарить их жопы. Потом только, может быть, они поймут, что это такое. Но они не поймут этого, не поймут. И в итоге получается просто, так сказать, уберутся главы, поставятся другие ублюдки. Ничего такого, ну, сверхъестественно не поменяется у нас. Вот хотелось бы, конечно, это сделать вот нашими руками. Это было бы более, как-то, знаете, эффектно было бы. А то, что сделает это Украина своими этими, ну, как сказать, беспилотниками, это как-то, знаете, как то же самое взорвать бензоколонку где-нибудь там, МПЗ какой-то там, Сыртамаки, то же самое. От этого толка нету. Поэтому наши действия, я думаю, в таком понимании были бы ущербнее. Почему? Потому что мы или там полностью уничтожили бы Хабирова или там Миниханова, и уже был бы такой, ну, так сказать, входные санкции, да, так сказать. Мы открыли бы себе дорогу, войти туда, пока там не разбериха, и пошло-поехало. Вот только таким образом мы могли бы навести какой-то шорох и уже двигаться на сторону Москвы. Ну, а это то, что Украина бьет, ну, знаете как, им дали американцы бить дальними ракетами, но они до сих пор, вот уже сколько, да, месяцев прошло, до сих пор не могут ударить по Москве. Поэтому я и удивляюсь. Почему? Потому что им сказано было, ну, сказано явно, дали-то дали, но использовать нужно по инструкции Америки или там Европы. Поэтому, знаете, эта война уже как бы для меня реально стала какая-то игрушка. Вот сказал, стреляй, кто-то, да, он будет стрелять. Сказал, не стреляй, не стреляют, короче. Получай по жопе, они получают по жопе, получается, от России. Вот типа такой, понимаете? Какой-то садомаза происходит в Украине. Они ни хера, так сказать, самодостаточно не могут делать свою волю. Им запрещают это. А как так можно воевать, я не могу понять. Когда у тебя полнарода умирает в Украине, да, и на тебя, так сказать, вот эти орки нападают, а ты еще думаешь, как же мне стрелять? Как же мне стрелять? Поэтому, вспоминая вот этот момент соединения роты Башкирта там, или татарские роты там, или Сибирь роты и так далее, вы понимаете, и тоже на хомуте, вот так за веревку вам тик тянут кто-то, так, далеко не иди, только иди сюда, вот так, короче, так нельзя воевать, блин, это твоя жизнь, 24 часа, так сказать, грубо говоря, это твоя жизнь. Что произойдет с тобой за 24 часа, если ты на коротком поводке воюешь против огромной зверь-машины в виде этой пидорасии? Как можно так воевать, блин? Если бы таким образом это дело воевала бы, допустим, та же Сирия, которая сейчас осада чпокнула и зашла, то бы она то же самое делала бы. Они бы не передвинулись бы и не захватили бы власть. Почему он захватил власть? Потому что у него было только вперед. А у нас что? Олга кричим,
как это Казахстан тоже. Алга, Казахстан. Никто ни Алга, ни Артка, блядь, ни туда, ни сюда, блядь. Все сидят на жопе ровно. Где Алга, Казахстан? Даже в независимом Казахстане Алга, Казахстан не работает. Подавно у нас. Откуда может в Башкортостане, Татарстане Алга ходить, если мы Алга сами не идем? Вот так вот. Поэтому, исходя от таких каких-то странных действий Украины, ну, я думаю, как-то должны, наверное, ясно понимать вот эти Закаевы, всякие, вот этот чертов, как его, Кашапов. Они должны понимать, что этим бессмысленным вот этим действием против Москвы мы ничего не добьемся. Ничего. Поэтому я всегда вот говорю, давайте будем конкретно уже к этому вести все диалоги. И Айсин, и Габасов, все мы должны к этому идти. А тут на днях был мне вопрос здесь. Я ошарашен до сих пор. Ну, не знаю, он увидит меня, не увидит меня, не знаю. Был разговор на днях с одним человеком, так сказать. Этот человек удивительно удивил меня. Так сказать, сразу завязал шнурочки, можно так сказать, сейчас я буду как-то фильтрованно базар вести. Завязал в тряпочку язык, даже можно сказать, не знаю, как это. Короче, потерялся. Человек потерялся от моего присутствия. Почему, я не знаю, так получилось. Человек, вроде бы, по его словам, топит, ну, топит, я не знаю, пока топит, не могу сказать, за что он топит, но разговор был таков, что вопрос мне поставили наглым образом, прямолинейно, при людях, вот здесь это происходит, вот здесь, поставили при людях, почему я эту тему затронул, это вот как раз касается Украины. Вопрос, а вы сейчас за что топите? Мне вопрос ставят, а вы за что топите? И как у вас там? А какая цель? А какой план? Я ошарашен. И этот процесс идет возле людей. Я говорю, ну, за это, короче. Я же откровенный человек. И потом бах-бах, и человеку человек звонит. Точнее, он позвонил этому человеку, который как бы дистанционно мы знаем друг друга. И резко тот потерялся, так сказать, на какое-то время. И потом выходит через день, я уже тот день не стал его тревожить, и все, человек в дистанции. И о чем можно было сказать, что человек отделился, на дистанцию ушел? Получается, мои подозрения. Человек сам неровный, это раз. Человек находится в секте, это два. Ну, вы понимаете, что за секта у мусульман. Третье. Человек вылез из Украины. Это тоже звоночек. И это я в наглую говорю на эфире. Почему? Потому что земляки так не делают. Вот, допустим, у меня есть земляки, которые топят за меня. Но когда человек ниоткуда приходит, хоть и земляк, и перестает с тобой вот это действие общения, вот общение остановилось, прервалось на ровном месте из-за звонка одному человеку. Получается, этот третий человек наговорил про меня, наверное, ему, чтобы он остерегался меня. Я так думаю. Почему это так резко поменялось, я не знаю. В итоге он примерно меня узнал, от меня какую-то информацию, но про себя не рассказал. Почему? Потому что человек из секты. Понимаете? И мое предположение. Потому что нормальный человек, он с нами идет, а который в секте, он не идет с нами. У него своя мораль. Мораль другой темы. И еще один вариант есть, другой. Почему человек отошел от меня?
Потому что у него есть сказка. Сказка о том, что здесь говорить, а что нельзя говорить. Что можно вытянуть у человека, а что дальше уже не надо заходить. Исходя от этого, у него, так сказать, учителя его сказали, ты так просто закидываешь какую-то удочку, чтобы потом здесь ровно на тебя смотрели. Ну, как смотрели на тебя? Не ровно на тебя смотрели, а говорили о том, что ты в итоге, получается, чуть-чуть закидываешь удочку для того, чтобы у тебя здесь прошли тебя твои документальные дела в полном порядке. Но вам сейчас это не понять. Но поймет только тот, который меня здесь вдруг в дальнейшем увидит, он и поймет. Больно раскрывать я не буду, о чем речь идет, но человек поймет. Поэтому, исходя от этого, когда человек, в начале эфира я сказал, в Москве ловят всех, так что Шереметьево, Домодедово, Внуково не вздумайте заезжать. И вот люди, которые приехали сюда, думают, что таким образом они прокатят здесь, да, так сказать, прокатят, знаете как, в том, что его дела таким образом кто-то думает, рассмотрит то, что он там откуда-то бежал, что-то у него произошло, тырым-пырым-пырым, и тебе параллельно какие-то вопросы задают, ты за что топишь, короче, а про себя, когда вопрос уже, ему должен был идти уже, когда он освободится, ему должен был вопрос уже поступить. В этот момент он начинает избегать тебя. Он избегает тебя и избегает жестко. Тусуется с другими людьми, но к тебе не подойдет никогда. Почему? Потому что тот третий человек про тебя что-то сказал ему. Вот и все. Вот такая ситуация у меня произошла. Но я знаю, что этот третий человек рано или поздно меня посмотрит в этом эфире. И этот третий человек живет в Польше. Чувак наш из Башкортостана. Так что это тебе касается, братишка. Поэтому такие дела делать нельзя. И поэтому я всегда говорю, кутыня жаваб бир. Вот это и есть. За жопу нужно отвечать. Если ты не можешь за жопу отвечать, баламутить тему нельзя. Нельзя. Поэтому я как стоял на своем, буду стоять. Айсин, пока не заговорит, блядь, про оружие, для меня он пидорас. Габбасов пока не заговорит про оружие и не заговорит со мной, особенно Габбасов, тоже гандон последний еще, тот, блядь. Их, блядь, пока я буду жив, Габбасов и Айсен не подойдут никакой власти Башкортостана и Татарстана, блядь. Вот это я точно знаю. После вот этого инцидента, то, что вчера у меня произошло, я это уверен в этом уже стал. Уверен в этом. И уверен в одном. Башкорт, блин, татар, именно в Башкортостане, будут враждовать, блядь, нахуй. И это тоже для меня уже... Поэтому, когда... если вот этот вчерашний инцидент не был бы, этого не было бы в моих мыслях. Но эти мысли уже пришли к реалити. Ну, так сказать. Была она где-то у меня, может, спрятана, но она пришла уже наяву, так сказать. Мне уже пришлось это сказать. И вот я понимаю, что башкортлар пытаются взять как бы свой Башкортостан под контроль. Но пока мы вот такие метисы есть, этого не будет. Когда Башкортостан будет взят под контроль, если там какое-то будет действие против татар, получается, у нас будет пизда, блядь. Враждовать будем жестко, блядь. Понимаете, да, смысл? Поэтому, исходя от этого, после движухи Габбасова и кто с кем тусуется, точнее, те, которые тусуются с Габбасовым, вы не думайте, что вот эта тема, она развеется, забудем и так далее. И, кстати, это касается еще, такие темы будут касаться и Дагестана. В Дагестане тоже так же будет. 36 народов. Кто кого там будет, непонятно, блин, делить.
Как вы там эту шкуру медведя будете делить, тоже будет вопрос. А здесь у нас всего лишь 12. 12, и этот инцидент уже наяву среди вот этих людей, которые пытаются идти за независимость. Это полнейшая дичь, блядь. И эта дичь, так сказать, была у меня до сих пор не разобрана в голове. Я пытался это разобрать во время Кашапова, во время того-сего. Ну, я понял, что в Башкортостане идет... это с первых дней, помните, я всегда вам говорил, почему Габбасов против татар в Башкортостане, ла-ла-ла. Я же с первых дней я это сказал. И Кашапову вопрос это задавал, всем это задавал. И что-то меня кто-то успокоил. Все будет нормально, сказали, все будет нормально. Нихуя нормально не будет ничего. Пока вот такие Габбасовые, как будто бы себя ведет таким чистым щи-башкортом, нихуя нормально ничего не будет, блядь. Ничего. Почему? Теперь я вам растолкую суть, почему эта тема глубоко сидит, так сказать, и про это неохота было выносить на эфир. Потому что пол Уфы, можно сказать, блядь, вся Уфа это татары. Татары, это вот мы. Я оттуда. Там, сблиз какой-то деревни, ну, не буду. Кто знает, знает. Нет. На эфире не буду трезвонить, откуда я. Короче говоря, эта вся сторона, вся, блядь, я не знаю, не то, что с моего детства, блядь. Веками она, блядь, там татары там, блядь, пиздец, блядь. Поэтому я выносил этот разговор по-другому. Что Башкортостан белән Татарстан и Башкортостандагы татарлар будут все совместно делать, всю эту движуху. Совместно. Но из-за того, что, блядь, нахрен, вот такие есть у нас личности умные, которые на меня наводят какую-то пургу, я понимаю, что от этой пурги, ну, так сказать, лучше не будет в Башкортостане. Лучше не будет. Поэтому мы должны сейчас это решить среди участников, которые топят за независимость наших республик. Если мы сейчас эту тему конкретно не решим, в виде там, подобия Габбасова там, и других, которые топят за Башкортостан, не говоря о том, что там в Америке там есть пару личностей, которые тоже за эту тему топят, у нас ни хера хорошего не будет, Дуслар. Ни хрена ничего не будет. Потому что мы здесь видим, как Кашапов своих всех растербанил, своих, кого он набрал себе за 30 лет кучу, всех нахрен послал, грубо говоря. А мы здесь еще даже не собирались. Башкортлар не собирались, но они сделали жесткие такие действия, чтобы татары не выступали внутри Башкортостана. Эта тема не прокатит никак. И я не выдумываю. Это вот именно то, что я не мог больно сильно афишировать. Я афишировал про это всегда, но не так сильно, пока меня самого лично это не затрагивает. Поэтому я думал, ну, сейчас пройдет, потому что мне что делить-то? У меня их башкорт қаны бар, и татар қаны бар. Мне делить-то нечего, блядь. Делить-то мне нечего. Поэтому, исходя от этого, мы должны понимать, что когда мы берем не только Башкортостан, и Челябинск, и Екатеринбург, Пермь, блядь, все до моря, мы там заебемся, туганлар, искать башкортов как стоги сена. Поэтому наша задача собрать туда максимально всех, и татар, и башкортов. У нас не будет такого деления. Я вам в каких-то эфирах объяснял это раньше. Потому что в Перми хуево туча татар, перемешанных, переебанных с башкортами. Это уже звоночек к тому, что, блядь, не будет, блядь, башкорткана или татаргана, блядь. Не будет этого. У нас будет все совместно. И совместно мы должны эту тему делать именно внутри Башкортостана. А в Татарстане нету. Знаете что? Вот и в Москве также было, в Бутово. Люди купили коттедж и сделали там молельную комнату. Ну,
По идее, может, и сами они ошиблись. А с другой стороны, они купили, и они там его сделали под мечеть. А в чем проблема? Никто не кричит, ничего не делает. Если даже азан даже в тихом форме установили. Но все полностью, ну просто тупизм. Тупизм. И это происходит в Москве. Окей, это эти узкожопых места. Окей, мы закрыли эту тему. Но как это можно в Башкортостане, в Татарстане, в том же вот этом Тюменской области, вот этих местах нам запрещать в своих наших, так сказать, землях, родных землях запрещать молиться, мечеть туда-сюда? Почему это мы терпим? Но мы же не можем, допустим, я один вернуться сказать, почему мы это терпим? Да меня грохнут в тот же день. Почему мы не можем собраться даже по этой теме, если узкая община собирается, а мы не можем это сделать? Почему у нас происходят вот такие какие-то... Не можем сделать, просто выйти, это сказать. Почему мы не можем это делать? Не как этот Алсынов, конечно, вышел, ляпнул что-то, а выходить надо 100, 200, 300 тысяч. Не 5 там тысяч, как у Алсынова, там, не 10 тысяч, или там кто-то писал 25 тысяч в конце до концов. Не так. 100, 200. А что, в мечеть же, допустим, народ идет, в мечеть же идут, там, допустим, 50 тысяч собралось в мечеть, говорят. Допустим, на Уразу Байрам или куда-то. А что, нельзя собраться, что ли, 100, 200 тысяч мужиков, которые пойдут против этого? Заставят Хабирова достроить Аль-Рахим в Уфе. Везде, где не построено, где сожгли и так далее, восстановить все. В чем проблема? Нет же тут проблем, чтобы это сделать внутри. Это же не то, что идти на Москву. На Москву пока не надо идти. Хотя бы за мечеть встать же можно, когда узкая община орет, ходит, что, блядь, говорит Уфа, русские, с ними Бог. В Уфе. Понимаете? А мы не можем выйти в Уфе, сказать, так, Аль-Рахим построит, это построит, 5-10. Почему мы не можем это сделать? Вот такие моменты. Почему? Я постоянно это в эфирах разные какие-то моменты выходят. Почему и почему? А нет ответа. А мы знаем ответ. Ответ, но я тоже сегодня как раз таки грузил о том, что чувак, который я только что рассказывал, вот история Михаила Лошинина, рассказали Север Реал. По словам матери, перед поездкой в Россию ее сын не чистил WhatsApp, поскольку не считал переписку с украинскими друзьями преступлением. И все, его взяли за жопу, и все, его хотят засунуть там на 25 лет или что-то такое, короче. И вот, он сидит в СИЗО. Все, он сидит в СИЗО, вот покажу эту особу, так сказать. Вот, чувак. И все, и это сплошь и рядом. Ну, это узкожопый, окей, ладно. Может, он нормальный, не нацик, мы же не знаем. Но самое интересное, что по Башкортостану и Татарстану по мечетям никто не вышел. Почему? Потому что на днях мы что-то разговаривали с одним человеком, с моим близким, насчет засланных этих мулла вот эти, все вот эти камильчики, помильчики, вся эта дичь. И, так сказать, от этого исходя, мы понимаем, что вся вот эта дичь, которая сидит там, которую вы называете мулла, имам, которым ходите там садаку даете и так далее, что-то там причащаетесь, так сказать, уже, грубо говоря, на русском, так и получается. Чуть-чуть у меня тоже тупит интернет. Вот, веря им, вот этим людям, допустим, да, вы же верите в них, а почему вы этим мулам не можете сказать, а почему мечети нету, почему тут этого мечети нету, этого нету. Вот прямолинейно задайте своим мулам, имамам, почему насчет мечети. И что же они вам ответят?
Это ничего не ответят. Продажные шкуры. Они скажут, ну, ярамы. И все. И знаете, вот здесь тоже сейчас я это прочитаю. В тот день только пришла она. Вчера. Это тоже я в эфире скажу. Вот дошла информация от одного брата из Турции, который учится в медресе. Отправляются люди, которые следят за выходцами из СНГ или сливают информацию. Госорганы, открываются дела. Когда человек приезжает обратно, отучившись в Турции, условно Таджикистан, Россию или Узбекистан, его сажают. Вот эта достоверная информация пришла от человека, который там, так сказать, учится. Понимаете? И потом он üstüne пришла сегодня информация в Москве, и если в Москву сунешься, тебя возьмут за жопу, сказали. Понимаете? Даже не в Москву, это всю, в любую Россию точку зайдешь, за жопу возьмут. Потому что вот этот чувак, узкожопый, зашел через Псков, блин. Литва, Латвия или что там она, с кем она граничит, Псков этот, Эстония или что. Оттуда он зашел, и его уже взяли. В какой-то дыре взяли его. В дыре на пешком прошел, и его взяли. Я еще когда-то летом вам говорил, есть чувак один знакомый в Португалии. Он тоже поехал на поминки отцу, и его там, грубо говоря, задрочили в аэропорту Домодедово. Он не в Шереметьево упал почему-то, в Домодедово приперся, не знаю, какими зигзагами, он в Домодедово прилетел. И в итоге, получается, его взяли за жопу, он еле как оттуда вышел. Человек старше меня, и как бы вообще нихуя не при делах. Притом, родом он с Казахстана, там недавно только, блядь, у него где-то там, ну как, недавно, когда-то он получил гражданство, и он, получается, гражданин Москвы, блядь, еще, блядь, нахрен, у него московская прописка, а сам он чуваш. И самое интересное, доебались до него. Где, что, почем, зачем, блядь, нахуй. Нахуя у тебя там ВНЖ Португалии, блядь, и так далее, и так далее. И все пошло-поехало по этой цепочке. И еле как, блядь, говорит, я вылез, и все нахуй, говорит. Туда не вздумай ехать, говорит. Вот такая хуйня. И это сейчас уже, в новое наше время, эта дичь происходит. И вот тут еще одну вещь закинул через Telegram. Ну и будем вот так просматривать разные темы, то, что есть на сегодняшний день. Потому что я, честно, не готов к эфиру. Я, ну, как сказать, у меня нету определенной какой-то темы. Мы будем и можем любую тему поднимать с комментариев. Я буду читать, пишите комментарии, что вы хотели бы поднять на весь эфир. Мы будем говорить. Но моя тема была это про Узбекистан и Кыргызстан. Вот хотел поднять тему. Почему? Потому что жестко какие-то непонятные вещи происходят там. Насчет дочки Мирзияева. Что-то она нарисовалась, бля, ля-ля-ля, и уже какая-то утка пролетела в Инстаграме, что друг она, если будет, и там пошло-поехало, блядь, комментарии, о, классно же будет, ну что, нормально, женщина-президент, ту-ту-ту-ту-ту, блядь, нахуй. Вот такая хуетация может и поддерживать вот такую пизду, блядь. Понимаете смысл? Поэтому я считаю, что президент или что-то в этом роде, блядь, нахуй, целого государства, женщина, ну это, получается, все пойдет по пизде, блядь. Вот и все, блядь. Мы прекрасно знаем, что было, блядь, с этой пидорасией во время Екатерины. Что было-то, блядь? Хуйня было, блядь. Поэтому, блядь, это же уму непостижимо, блядь. Это, как у нас на татарском говорят, мужик быткенмани. Вот так у нас говорят на татарском. Мужик быткенмани. Это то же самое, блядь. Тут можно сказать, что намек-то ясен. У Мирзияева вроде сына-то нету, блядь, вроде бы. Получается, сына-то у него нету, наверное. Поэтому, блядь, трон не хочет отдавать, нахуй, чужому, блядь. И у Каримова, нахуй, сына вроде бы не было. Вот и все, вот. Какие-то
хуи президента без сыновей, блядь. Странно что-то. Вам не кажется? И у Путина сына нету, нахуй. Заебись жизнь, блядь. Понимаете смысл такой, блядь? Что-то какие-то они все без кутагов, так сказать, блядь, нахуй. У них что-то, блядь, антисемитизм, блядь, всеми, так сказать. И вот, такой прикол еще увидел, блядь, но это тоже дичь по нашей теме, так сказать, по религиозной. Освещение БПЛА 25 тысяч рублей. Нормальные такие цены при фронтовых церквушках. Послушаем, что это за прикол. Тут просто цены. Ценник на участниках СВО зарабатывают даже батюшки. Прескурант. Освещение БПЛА 25 тысяч. Защитная молитва 3000. Заочное отпущение грехов 3000. Молебен срочной эвакуации 7500. Приоритетные молебен за убиенного 50 тысяч рублей. Охрененно ценник, прескурант, матушка, красавица прям. Так прям аж этот, по старинке, цветочки, хуёчки, блядь, нахуй. Прям этот пипец верующие, вот ебать верующие, а, узкожопые верующие, шайтаны недоделанные. Отпевание и упаковение, там, пиздец, освещение машины 2500. Соборование какое-то, зиморование, блядь, 500 рублей. Освещение квартиры 4500, блядь. Я херею, блядь, нахуй. Просто херею. И этой дичи, ну, так сказать, верующие, блядь, верующие узкожопые верят этой дичи, блядь. Самое главное, интересно, да, ведь они не верят в Бога, но верят в эту дичь. Вот как можно вот с такими людьми потом по соседству жить даже? Клоуны конкретные, блядь. Им же сказано, блядь, если они до такой степени умные, что есть вот ислам, вот есть религия православия, вот это вот иудаизм, блядь, буддизм и так далее. В чем проблема? В чем проблема? И вот с такой дичью нам приходится существовать и жить в этой пидорасии. После этого мы чурки, мы чокнутые, мы придурки, блядь. Ну, кто здесь умный, блядь? Что-то я не вижу, блядь, что, блядь, нахрен мы в каком-то дурацком положении. То, что они несут, блядь. Давайте тогда мы тоже, астафируллах, конечно, вынесем какую-то такую тему. Так, похороны там 1 миллион рублей. А что, нормально? По исламу похороним. За 1 миллион, блядь. Похороним вас за 1 миллион по исламу. По-братски. Так что ли будут? Прикинули эту тему, да? Выходит какой-то манкуртский мулла и говорит, так, похороны 1 миллион, да, по исламу. А по церквушке 50 тысяч рублей. Ну, тоже идиотизм, да? Ну, как-то звучит по-идиотски же, идиотски. Поэтому я считаю, что узкожопые были вот многобожие. Мне кажется, им это и идет, блядь. Они не умеют нахуй жить, блядь, по православию. Они не умеют эту тему делать. Они забыли. И как раз таки один день то ли читал, то ли тут я читал или что. Где же мы одну тему проходили, тему? Кто же это? Что? Где-то мы читали, или где-то мы с вами или общались, или что мы читали вроде бы. Или я откуда-то услышал. Или кто-то говорил, блин. То, что в православию зашло все много этих действий православию, ну, имеется в виду вот эту лживую православию, зашло много каких-то шайтанских действий. Я видео смотрел, блин, вспомнил. Я один день смотрел одно видео, может, я закидывал даже сюда, я его не знаю. Как там разоблачают православие, там вот это христианство, вот это всю дичь эту. Как там зашло все шайтанское, многобожие, собрано там.
вся дичь. Ну, там сравнение идет, как я понял, какие-то на английском и перевод на русский. Мусульмане сравнение делают с исламом. Где что? Получается, если было бы идеальная Библия, которая не переписанная, да, в этом контексте говорится там, то она была бы нормальная. А то, что сейчас им, диктует, вот эта дичь, да, то, что мы сейчас читали, слушали, да, хрень какая-то, там конкретно вот это многобожие, вместе взято, вместе миксом с шайтаном, плюс еще добавок вот этих чертовых сионистские действия какие-то там, полный фарш какого-то дичи, вот и все. Так, дочь нынешнего главы Узбекского Саида Мирзиёева может стать первой женщиной-президентом. Ну вот про эту тему, короче, сейчас такая тема вышла, дошли до этого тоже. Ну вот это, овечку хотят сделать этим, да ведь, президентом. Ну, так сказать, быдло народ согласится на все. Хоть Узбекистан, пусть будет это Башкортостан, да хоть где схавают любую тему. Лишь бы у них ничего не отобрали, наоборот, чуть-чуть подкинули, и народ будет терпеть. Это нормально. Это нормальное действие. Коммунизм терпели, все терпели. Все вытерпят. Но до каких пор? До каких пор мы будем это терпеть? Хавать. Вопрос открыт. И тут самый интересный момент. Нацисты гнобят мигрантов в России за незнание русского языка, но русские сами же получают ответку в других странах. И ведь тоже страшно и обидно, но карма она такая. Ну, опять-таки, конечно, свободная нация это все делает на карму. Карма, не знаю по исламу как будет, но мы карму не говорим по исламу. У нас вроде бы идет, ну как это, по-узбекски пешона, монгайга язгана была, вот эта тема, да, у нас. Типа то, что на лоб написано, это мы так интерпретируем эту тему. Вот давайте прикольно послушаем, наверное, уже смотрели, но давайте вместе послушаем. Нацисты гнобят мигрантов в России творится. за незнание русского языка. Но Вот русские видос сами вы же смотрели, получают наверное. ответку в других странах. И ведь тоже страшно и обидно. Но карма, она такая. Kas jūs tāda esat? Kad jūs esat dzimusi? Не надо ругаться. Lūdzu, kliedziet vēl, turpinam У меня kliegt. таких врачей много в семье. Un tālāk, Все врачи, все академики. un tālāk, ka valsts valodu mēs protam. Mēs nesaprotam. Мода и дети. Uz kurieni man Не jāiet? надо со мной разговаривать на ты. Uz kurieni man ir jāiet? Uz kurieni man ir jāiet? Я не ругаюсь с вами, я просто говорю, не обижайте меня. Lūdzu, valsts valodā runājiet. Šeit ir Latvija, valsts valodā jārunā. Saprotiet vai Что ты nesaprotiet? хочешь от меня, уходите от меня. Tiešām, jā? Идите вон. Tūlīt viss internets redzēs, kā jūs protat skaisti runāt Latvijā. Рота в рота, иди отсюда. Вот. Ну там перевод был написано, что она заткнула это Латвия. Латышка сказала, говорите на латышском. И в самый момент она засмеялась. Мне вот этот понравился момент. Она засмеялась и говорит, это будет выложено в интернет. И вот мы и смотрим. И это мы вам рассказывали, говорили уже об этом постоянно. Помните, что узкожопые, получается, думают, что во Франции можно говорить на русском, там, или еще где-то говорить так. Ну, одна какая-то часть говорила мне, учи язык, потому что те знали язык. Получается, есть вот такие, и есть, которые нормальные, которые реально приезжают, учат язык. Есть, которые учат, которые не учат. И вот я удивляюсь тому, что вот параллельно, так сказать, ну, реально у нас тоже многие не знают, которые никогда не ездили в Россию. Там в Узбекистане, там в Таджикистане, вот не знают язык. Это же нормально, не знать язык чужой страны. Вот, допустим, я тоже не знаю же 28 стран, языки 28 стран, или там
в тот же английский, допустим, от и до, я же не знаю тоже. Это же нормально, блядь. Узкожопый тоже не знают, нахуй. Это тоже нормально, блядь. Это человеческий фактор, блядь. Живого человека. Но когда вот эта дичь проходит по ихним, блядь, так сказать, мозгам, блядь, атака мозгов в Европе или где они находятся, там, в Китае, хоть где, блядь, они начинают диктовать: а что, вы русский не знаете? Нихуя себе, блядь. А ты в какую страну приперлась, блядь? А вы что, русский не знаете? А что, она должна знать русский, что ли, блядь? Берешь, блядь, Google, переводишь хотя бы, да? Говоришь: извините, я не знаю латышский, там, можете прочитать. Вот так. И это нормально. А она, блядь, сидит, блядь, старая бабушка, блядь, приперлась и еще выебывается там, блядь. То, что, блядь, почему-то в Латвии ее не принимают, нахуй. На русском, блядь. Вот это меня вымораживает. И тут вот всякие Рэм, Лекс, Второй, там еще что-то другие пишут. Сейчас комментариям тоже отвечу. Про многобожие особенно отвечу. Как будто там не видно, что ли, многобожия нету. Это там дураку ясно, что многобожие. Там только, я не знаю, неуч, наверное, скажет такое, блядь. И вот, насчет языка, да, меня вымораживает именно как раз там фото какого-то нашего чувака в начале. И зачем тогда, вот вопрос узкожопым, блядь, максимально вот это вырежьте и куда-нибудь отправьте тоже, раздайте это. Вопрос узкожопым. Какого хрена вы гоните моих земляков, узбеков, таджиков, кыргызов, еще каких-то там других туркменов, там, афганцев или еще кого-нибудь там? Почему вы их гоните, если вы сами вот здесь, блядь, несете дичь нахрен за границей? Вы определитесь уже, блядь, кто за кого вообще, блядь. И тут добавлю, вам уже весь интернет шепчет о том, что вы долбоебы, конченые. Выгнали наших, завозите сейчас африканцев, блядь. В тот день только видосики мы смотрели еще, я смотрел, не знаю, говорил об этом. Африканцев завозите, индусов. Скоро вам пизда будет. И самое интересное, не знаю, грузило нет или просто я закинул, что в Англии индусы обосрали, блядь, пол Англии. И там заходишь, не то, что они обосрали, что там, окей, мы это знаем. Заходишь в комментарии, и кого видишь там, блядь? Не украинцев, блядь, а видишь именно русский язык, на русском пишут эти пидорасы. О чем? Надо гнать нахуй. Нихуя засрали. Ой, блядь, англичане засрали. Пожалуйтесь Ходорковскому. Ходорковскому, блядь, еще мы хую вот этому, блядь, усатому, блядь, нахуй. Евросеть хозяину, как его звали, этого пидора. А пожалуйтесь им, блядь, пусть выгонит там, нахуй, индусов, блядь. Попробуйте индусов там выгнать оттуда. Или пакистанцев. Там в видео говорится, индусы, пакистанцы засрали. Ну, или там беженцы засрали. В комментариях это, наверное, говорится так. Ну и чё? Это же не Россия. Пусть срут, блядь, вам что, не жалко? Вы же враги, блядь. А чё ж там вам начинаете гнать в Англии этих черножопых? Реально черножопых, там уже нехуй скрывать даже. Индусы черножопые, это конкретно. И чё вы гоните-то, блядь? А чё вы у себя не гоните? В комментариях сидите, дрочитесь нахуй. Почему у себя-то не гоните? Нахуя вы в Россию завозите этих черножопых, блядь? Реально африканцев и еще этих индусов немытые жопы, блядь. Так будем говорить. Реально немытый народ, блядь. Нахуя они вам нужны? Они, наверное, блядь, точно, блядь, нахуй хуже, блядь, узбеков там и кыргызов и таджиков, которые, блядь, вы в наши страны ездите, цивилизацию заметьте, где-нибудь вы видите там такой мусорку, блядь, рекой течет, блядь, как в Англии. У вас ебанутые нахуй сидят депутаты, вы не можете им вякнуть ничего, но вы в комментариях и везде вякаете нам, блядь. Где у вас, блядь, субординация культуры, блядь, уёбки, блядь. Нихуя у вас нет этого, понимаете? Нету, блядь. Потом вы начинаете говорить, блядь, почему я матерюсь, почему это, блядь. Да потому что, блядь, вам
Нельзя хорошо говорить. Это я уже точно понял, блядь. Везде, в любом месте. В любом месте, блядь. Почему? Потому что вы не можете держать свое честное слово, блядь. У вас нет честного слова нигде, блядь. Пиздоболы, блядь, это вот узкожопые. А еще вдобавок сейчас и хохлы тоже пиздоболами стали. Пиздец пиздоболы стали. Особенно вот здесь, блядь. В Европе, блядь. Ну и два собака пара поедете, еще дерутся нахуй. Еще между собой нахуй кровь проливает. Хуйня какая-то, блядь. Вы ебанутые, блядь. Реально, блядь. Суицидальные ебанутые люди, блядь. Это как этот фильм вспоминаю, как это, блядь, вот этот дебильный фильм, блядь. Блядь, как там, блядь, серая темная точка, блядь, или что там, блядь. Ну вот это, блядь, Садомаза, блядь, нахуй, фильм, блядь, дебильный. Вот то же самое у вас, блядь. Получается, блядь, нахуй, вы дрочите друг друга, блядь, от этого кайф ловите, что ли? Или я не могу понять, блядь. Долбите друг друга туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Уже 3 года, блядь, мозга ебете всему миру, нахуй. Дай, блядь. Хуйня какая-то происходит. И вот это то же самое, блядь. Поэтому вы определитесь у себя везде, а потом уже говорите, что в Англии, блядь, индусам не место, блядь. Или место. Или гнать надо в шею, блядь. Поэтому давайте будем молиться, чтобы индусы и африканцы обосрали Москву. Чтобы, блядь, Москва, блядь, до звездочки, блядь, этой ебучей красной звездочки на Кремле, до туда обросла говном, блядь. Мусором, блядь. Вот давайте за это будем делать два шляги нашла, чтобы она закопалась в дерьме. Чтобы по Москве реке, этой ебучей, текло дерьмо, блядь, нахуй. Индусов и всей в этой, так сказать, званых гостей ваших любимых, блядь. Чтоб там, блядь, засрали, нахуй, баклажками, хуяшками, нахуй, говняшками, блядь, нахуй. Вот я это желаю, блядь, нахуй. Чтоб обосрали полностью. Чтоб нам изрывать Москву не пришлось, блядь. И вас тоже, как стоги сена, чтобы мы больше не видели, нахуй. Там потерялись, нахуй, в мегаполисе говна, блядь. Вот это я вам желаю, блядь. Так что идем дальше. Вот это меня убило. Опять, блядь, узбеки, как пишут в комментариях, там пиздец. В Турции задержаны 5 граждан Узбекистана, которые пытались ввести в страну более 61 килограмма золота на сумму около 8 миллионов долларов. Нахуя? Откуда они берут вот это? В Турции задержаны 5 граждан Узбекистана, которые пытались ввести в страну более 61 килограмма золота на сумму около 8 миллионов долларов. 3 женщин и 2 мужчин прибыли через Стамбул в аэропорт города Невшехир, Каппадокия, перевозя кухонную технику с подозрительно большим весом. При досмотре в мясорубке и миксерах обнаружили замаскированное под металлические детали. По данным турецкой полиции, операция прошла после получения информации о возможной попытке контрабанды. На месте также был задержан гражданин Турции, приехавший встретить группу. Все подозреваемые и изъятые ценности переданы в распоряжение судебных органов. Ведется следствие для установления источника происхождения золота и организаторов схемы. Тема хорошая, да? Любят, конечно, наше золото, любят. Спора нету. Интересно, конечно, да, блядь? Узбекистанцы и контрабанда золота, блядь. Охуеть, нахуй. Самое интересное, я не понял, в Турцию завозили, блядь? Вот это интересно. Значит, получается, пизданули наше золото из Узбекистана и завозили в Турцию. Ну вот пиздец, нахуй. Ебанутые люди, блядь, а? Наоборот, внутрь надо гнать все это внутрь, а не наружу, блядь. Странные, пиздец. Ничего не вывозили, а люди оттуда, наоборот, вывозят. Странные люди, пиздец, блядь. Займитесь делом, нахуй, а не хуйней страдаете, блядь. В Узбекистан надо возить все, блядь, наоборот, блядь. Наоборот надо действия делать. Так, они, блядь, везти их в Турцию. Нахуя в Турцию везти золото, блядь? Наше золото, ну так сказать, ваше, я-то из Башкортостана. Но имеется в виду, свое золото, нахуй вы это везете. Так и так уже вагонами привозят в Швейцарию и оставляют какой-то процент. Ну так вот. Тут интересная вещь наткнулся, короче, я не знаю, это
правда или неправда. Ну, такую фотку такую сделали интересную, красивую. Через GPT уж само собой. 30 человек, 35 человек справа, 2 человека слева. Давайте прочитаем, как это было. Ну, мне понравилось, но не знаю, правда или нет, напишите в комментариях. Сююмбике и Сафа Гирей – два тюркских мира, соединившиеся в один правительственный дом Казани. Она дочь мангытского бия Юсуфа, воспитанная в традициях мангытского юрта, где сила рода, честь и дипломатия передавались из поколения в поколение. Он Сафа Гирей, представитель крымской династии Гиреев, потомок Тука Тимура и наследник чингизидской государственности. Их союз стал встречей двух древних ветвей тюркской элиты, мангытской и крымско-чингизидской. Этот брак укрепил положение ханства, усилил связи степных аристократий и стал основной политического равновесия эпохи. Когда Сююмбике вступила в брак с Сафа Гиреем, ей было около 30 лет, ему около 39. Несмотря на краткое правление, их династический дом оставил глубокий след в истории. От этого союза родился Утямыш Гирей, законный наследник ханского престола. Его появление сделало Сююмбике фигурой особой важности. Она стала регентом одной из немногих женщин в тюркском мире, официально управляющих государством. Их история – это не только правление, но и встреча традиций мангытской политической культуры, крымской государственности Гиреев и казанской линии тюркской элиты, которую они укрепили своим союзом. Сююмбике осталась символом мудрости, стойкости и высокого достоинства. Сафа Гирей – воплощением чести и государственности рода Гиреев. Их союз – одно из самых ярких проявлений тюркской преемственности в XVI веке. Не знаю, ну, если это закатали как бы из татарского группы, я вытащил его, ну, надеюсь, это как-то правдоподобно, я не знаю, хз, короче. Но я всегда представлял, что Сююмбике, она получается, прям оттуда родом, а получается хрень какая-то, блядь. Откуда она получается? Родом она не оттуда получается, да? Получается из какого-то дочь мангытского бия. Мангыты это, не знаю где это, надо погуглить. А вот сразу видно настоящий историк. Ты никогда не проверял, откуда источник, а тот, что схавал, а умные люди всегда проверяют источники. Но причем-то узбек, он обиженный узбек, которого погнали палкой. Давай мы тебя заблокируем. Да хуя там пиздишь. А, тут что, думаю, комментариев до хрена стало, блядь. Всякая дичь сидит, блядь. Не усмотрел. Да. Скину-ка я эфир в СК. Давай, давно пора, ёпта. Давно пора. Я хочу, чтобы, блядь, мой эфир смотрела вся Россия, нахуй. Чтоб, блядь, нахуй. Очко, нахуй, вот так джим-джим делала, нахуй, у Путина. Пидора. Так. Ну, еще одну тему такую. Ну, будем читать пока телегу, как раньше я вел эфир, примерно так я проведу этот эфир, потому что нету той темы, которую мы бы говорили бы об этой теме сегодня. Потому что в новостях дичь какая-то постоянно про Украину или про какую-то хрень, блядь. Я про Украину больше уже не хочу вести что-то. Реально вам скажу. Потому что неинтересная эта тема уже стала.
потому что нерешительные, так сказать, мужики оказались. Не ебашит по Москве, нахуй. Уже нам не интересно. Так, Бельгия выбирает Узбекистан для первого посольства в ЦА. Интересная новость появилась. МИД Бельгии объявил об открытии посольства в Ташкенте в рамках реформы ДЭП-сети. Центральная Азия выбрана из-за стратегического значения транскаспийского коридора и роста конкуренции инвесторов. Короче говоря, сейчас по листочкам прочитаю вам, примерно там говорится о том, что в обход этой пидорасии они хотят создать дорогу из Китая в Европу. Ну, идеальная тема по шелковому пути и так далее, мы как понимаем это, да? Почему это важно? Бельгия открывает первое посольство в Центральной Азии, знак признания растущей роли региона в транзите Китай-Европа через транскаспийский коридор в обход России. Как крупная экономика ЕС, ВВП 600 миллиардов долларов, штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Бельгия усиливает торговое и инвестиционное присутствие на фоне конкуренции со стороны Китая, Турции и ОАЭ. Что произошло? Бельгия откроет посольство в Ташкенте, первое в ЦА. Это часть реформы дипломатической сети. Центральная Азия рассматривается как стратегический регион из-за транскаспийского коридора. Транскаспийский коридор — это получается какая-то часть Каспия, которая проходит через Азербайджан, я так понимаю, наверное, оттуда хотят гнать тему, короче. Или там по суше, хз, короче. Зачем транскаспийский коридор, маршрут Китай-Европа через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию, минуя Россию? Узбекистан становится ключевым звеном инвестиций. Регион активно привлекает капитал Китая, Belt and Road, Турции, ОАЭ, Корея, Бельгия стремится укрепить позиции. Торговля ЕС. Расширяет торговлю с ЦА благодаря транзиту и ресурсам. Газ, нефть, уран, редкие металлы. Бельгия. ВВП плюс 600 тысяч долларов, миллиардов долларов. Развита химия, фармацевтика, логистика. Порт Антверпен. Недавно, помните, я проезжал там. Один из крупнейших в Европе заинтересован в новом транзите. Интерес в Узбекистане — торговля, инфраструктура, энергетика, транзит. Контекст. ЦА после конкуренции, ну, типа Центральная Азия, после конкуренции Китай инвестиции 50 миллиардов, Турция, ОАЭ и Корея наращивают влияние. Транскаспийский коридор становится ключевой альтернативным маршрутом через Россию. Бельгия стремится занять место в новой логистической архитектуре региона. Ну, это тема хорошая, я думаю, для торговли, да, ведь мы все-таки тоже, как торгаши из Башкортостана и Татарстана, должны понимать, что наша движуха то же самое должна идти через весь Кавказ, и как я всегда описываю, это через Украину и вдупляемся в Европу. Это дорога, во-первых, продажи нашего, так сказать, нефтяных продуктов и так далее, и так далее. Поэтому здесь процесс, который уже идет сейчас и воруется этой ебучей Москвой, мы продолжим и в дальнейшем, но при наших условиях с личным, так сказать, общением тет-а-тет Башкортостаном, Татарстаном и каждой вот этой республикой и с каждой страной в Европе. А не так, что, блядь, через ебучую Москву и через этот сраный посредник и идет к нам. Точнее, ничего не идет к нам нахрен. Мы ничего и не имеем, блядь, там. Поэтому нам нужно остановить эту всю фигню нахрен и уже заниматься независимость, ну, независимо от этого всего, да, независимость нужна нам и, блядь, как люди начать жить, блядь, в конце концов. Вот это нам более интереснее будет, чем вот эта хрень через Москву. И поэтому я удивляюсь над людьми, которые здесь пишут и говорят, блядь, какую-то несешь дичь туда-сюда, блядь. Ну ты открой канал и неси свою дичь тогда, нахуй. И нехуй лезть в нашу дичь, если тебе не нравится эта дичь, понимаешь? Я так думаю. Поэтому, напоминая слова какого-то этого человека, это свою узкожопую, блядь, нахуй государство начните строить, в конце концов, блядь. Создайте, нахуй, не знаю, Московская республика, блядь. Республика Москва, блядь. Хуй с ним, блядь. Вот что-нибудь создайте такое, блядь.
страна Москва, блядь, я не знаю, блядь. Назовите уж, блядь, как-то, блядь, без наших, блядь, земель, блядь. Вот тогда посмотрим, как вы запоете, блядь. Что же там будете, блядь, хуи сосать или выращивать что-то начнете, в конце концов, или что? Но это тоже, наверное, я не читал, я не знаю, читал или не читал. Короче, опять золото, опять дичь какая-то про Тыву. Или я читал, блядь, уже это, я не помню. Или я просто закидывал, тогда читал. А, я уже это читал, это я уже читал. Ну, та же фигня, как шведская компания добывает золото в Тыве и поддерживает участников СВО. Такая же херня произошла сегодня, блин. Увидел новость про Кыргызстан. В Кыргызстане то же самое. Вот. В Кыргызстане канадцы вывозили, оказывается, кыргызское золото. Как Кыргызстан потерял 87% своего золота. Можем послушать. Там 1 минута 20 секунд. Как Кыргызстан потерял 87% своего золота. За 20 лет канадцы вывезли 358 тонн золота на сумму 8,8 миллиарда долларов. И что мы получили? Лишь жалкие 11% от этой астрономической суммы, нищенские крохи для страны, полный богатств. 14 лет страна не видела ни одного тыина. Только в 2009 году при Бакиеве подписали ничтожное соглашение о 13% от продаж, и тогда впервые Кыргызстан получил какие-то деньги. 38 миллионов долларов. Но это капля в море. Основную часть золота вывозили самолетами под полным попустительством власти. В соседнем Узбекистане государство оставляет себе 79% добытого золота. У нас же 87% чужих рук. Все президенты, от Акаева до Жээнбекова, молчали и потворствовали этому бесстыдному разграблению национального достояния. По всей стране 39 месторождений отданы без единого подписанного договора, гарантирующего долю Кыргызстана. Это не просто коррупция. Это национальное предательство. В Талды-Булаке 60% акций отдали казахской фирме бесплатно, которая перепродала долю китайцам за 76 миллионов долларов, ни копейки из которых не попало в бюджет. Золото вывозят в концентрате в Китай, обходя кыргызские заводы и уничтожая нашу промышленность. 8,8 миллиарда долларов украдены у народа, десятки месторождений проданы без зазрения совести, а страна живет с одним из самых нищих бюджетов в регионе. Вот так Канада и ее союзники 14 лет грабили Кыргызстан, вывозя наше золото самолетами, а власть смотрела в другую сторону, делая вид, что все в порядке. Вот теперь я вот эту тему как раз хотел сегодня поговорить. Но давайте туда добавлю кое-какие вопросы. Кыргызы тут есть или нет, я не знаю. Вот вопрос вам, кыргызам. Поразительно вопрос будет стоять. И в то же время положение идиотское, я вам скажу. Вы поменяли, я это постоянно говорю, 3 президентов. Сейчас вытащили какого-то хуя из тюрьмы, блядь, сидит он, блядь. И после этого появляется вот это видео, дичь нахрен. Когда она появилась? Ну, она появилась вот сегодня у меня. И самое интересное, появилась она, блядь. Но почему-то здесь не говорится о новом президенте, что он накосячил. Почему новый президент у вас здесь не говорится, а все старые, кто были, блядь, нахуй, говорится? Никакой разницы нету. И там я почитал комментарии. Я даже сейчас не хочу под комментарий его заходить. Может, я найду или нет. Не найдешь это. Я уже себе скинул уже его. Или через ссылку можно, наверное, найти, но у меня нет ссылки. И вот, в итоге, вопрос такой. Вывести за 20 лет вывезли. Это как будто такой намек. Получается, этот президент остановил эту тему. Ну окей, остановили. Остановил эту тему. Понятно. Но почему тогда он не остановил поток кыргызов, текущих в Москву? Это вам вопрос. Ответьте мне, когда, если вдруг увидите это мое видео. Зачем вы претесь в Москву? Почему? Ну, вот я не могу понять этого.
У всех у вас паспорта российские. Вы и на это ебучую войну тоже претесь. Только так нахуй. Поражаюсь. Поэтому я в тот день и сказал, один день я чуть-чуть тему затрагивал, почему вы такие невъебенные нахуй, которые спустились с Алтая вы спустились, а движуху какую-то никак не можете понять, блядь. Точнее, поймать движуху в Кыргызстане никак не можете. Почему так? Вы-то уже спустились с Алтая этого гребаного сюда, но вы не можете, блядь, оторваться от Москвы. Почему так? Почему вы 4 президентов поменяли, и еще в Азии никто не менял президентов, как вы, блядь? И у меня редко кыргызы сидят, я знаю это. Им политика нахуй не нужна. Им лишь бы, блядь, эти рубли ебаные собирать в Москве, блядь. Они любят вот, блядь, нахуй, ебашить, нахуй, на русских, за русских, под русских. Вот это дичь у них происходит, блядь. Нахуя? Потом мне начинает, блядь, тут, блядь, не лезь в мой Кыргызстан, а особенно, блядь, где-то я натыкался, ну, в прошлых годах постоянно на меня наезжали, когда тема Кыргызстана появлялась иногда. Иногда у меня она появилась. Она и не появляется, блядь. Почему? Потому что неинтересная сторона, блядь. Она не появляется. Ебашут только так, нахуй. Как может там что-то быть интерес, блядь? Узыкичкина, блядь, маленький пизденыш. И даже не пискни, нахуй. А зато меняет 4 президентов за короткий промежуток жизни, блядь. Такой даже Узбекистан с 37 миллионами нихуя не осмелился сделать. А это меняют как перчатки, нахуй. Как это, гондонов меняют, блядь, после ебли, блядь. А в чем проблема ваша, блядь? Сейчас где? Все, тюремщик лучше, чем те 3, что ли, оказался, блядь? Почему сейчас вы не можете поставить своего батыра, блядь, нормального, не пидораса, блядь, как этот, блядь, который скажет: туганлар файтовыз, блядь, и живите у себя, нехуй ездить на Москву, подметать улицы, нахуй. Нехуй ездить, блядь, на войну, блядь. В чем проблема? Нехуй продавать золото свое, нахуй. Если вам выделили землю, блядь, кроме Алтая там, блядь, уже у себя, блядь. Я уже заебался вас вычищать с этой пидорасии, блядь. Название пидорасии. Ушли. Чтоб они, блядь, нахуй охуевали там, начали охуевать. Чтоб нам было легче. Я же этот процесс хочу, блядь, хотя бы какая-то помощь от вас, понимаете? Уходите домой. Я же не как узкожопый гоню вас, блядь, там чурки пиздуйте домой. Я же не в таком контексте это говорю. И узбеков прошу, и таджиков, и кыргызов. Нехуй кормить, блядь, эту дичь, нахуй, под названием Москву. Приезжайте сюда, в Европу. В чем проблема? В чем проблема, блядь, взять визу и приехать в Европу, блядь? В чем? Нет проблемы. Возвращаясь насчет золота, скажу так. Мне интересно это видео. Почему? Потому что все золото Башкортостана, такая же хрень вывозится, хрен знает куда. Ну, мы знаем, конечно, Москву она вывозится. Москву. Поэтому мне задевает эта тема по золоте. Мне она нахрен не нужна. Ни ваша, ни Башкортостана. Мне нужна именно цель того, что зачем и куда она вывозится. Вот это моя цель. Нахуя куда-то она вывозится. Значит, эта хрень под названием коррупция, она не то, что в независимом Кыргызстане оно есть, блядь. Это неудивительно, понятно. Она есть даже при вашем 4-м президенте. Вот самое интересное, блядь. Вот самое интересное, блядь. Вы можете сказать: ой, нет, этого сейчас нету, уже все тихо, он все замял, наоборот, он все делает там. Ну, я почитал пару комментариев там. Там написано так: нет, сейчас уже все для государства делает. Но если для государства все делает, окей. Значит, ничего не вывозится. Значит, копится внутри, на его счетах. Ну, что тут, блядь, гадать-то? Человек, да, патриот, наверное. Патриот, тюремщик, блядь. Базара нет. Нормально. Это тоже нормальная тема. Но только, блядь, не для народа. Если бы
все золото и вся дичь была бы, вы бы нахуй Китай рядом не засунули бы. Вы же с Китаем в десна целоваться начали, блядь. Задевая уйгуров, блядь. Вы же даже хуй положили на уйгуров, блядь. Понимаете? Поэтому после этого как можно вам доверять? Есть ли доверие вам, а? Когда мы говорим туганлар, мы понимаем, это обычно черный народ, как Алсынов сказал, карахалок. Вот это вот я с ними, я туганлар, блядь. Базара нет, с каждым кыргызом я туганлар. Но когда речь идет о том, что когда Кыргызстан, который поменял троих президентов, поставил 4-го, сейчас не может сделать переворот, это что-то очень странно, подозрительно. В чем проблема, блядь? Почему вся оппозиция куда-то проебалась? Что происходит, блядь? Почему вы защищаете своего этого ебаного 4-го президента? Он вам ничего хорошего не делает. Он просто дальше и дальше вглубь, когда вы уже, как сказать, взяли в рот, начал вас ебать. Дальше, глубже и глубже, блядь. Вот и все. Каримовская система идет. А вы этого не можете понять. Потом скажете, эй, узбек или там татар, блядь, башкир, нахуй лезешь к нам? Начинайте ныть потом, блядь. На моем канале или где-нибудь комментарий грязный оставите. Просто я всегда говорю, начните отвечать за свою жопу, блядь. В каждой стране эта хуйня есть. В каждой стране. Это не мое дело, блядь. Мое дело почему я лезу в эту тему? Чтобы вы тихо, мирно съебались нахуй из России, блядь. Вот я к этому лезу я. Освободите Россию. Почему? Я вам 1000 раз уже объяснял, почему. Вы нам мешаете нахуй сделать независимость. Вот реально мешаете. Реально. Потому что денежный поток нахуй, который вы делаете им, он все больше и больше их вводит в такие дебри, так сказать, блядь, нахуй, Москву, блядь, что нам невозможно нахуй, блядь, нахуй, ломать систему нахуй, как-то, ну, так сказать, блядь, по деньгам. Потому что когда идет захват территории для независимости или для чего-то там, или вооруженный конфликт должен быть, или где-то нужно потихоньку ломать по какой-то теме. Мы не можем вооруженный делать. Значит, мы должны как-то делать такие, так сказать, пассивные действия, которые дадут нам плоды в дальнейшем. Это значит освободить Россию от приезжих из Азии. И это логично, нормально. Чтобы туда зашли другая дичь, ну вот о которой я до этого говорил, черные там, эти индусы ебаные нахуй, вот они все, дичь эта ебаная, чтобы у них был кипиш внутри. От вас кипиш не будет, вы уже все, вы для них чмошники. Вас они ебут как хотят. Гонят нахуй чурки, мурки, от вас все, они на вас вот сюда сели, на шею вам, блядь. Вы не вякнуть не можете ничего, глотнули вы уже глубоко, жестко. Поэтому вам, значит, все, отойти надо в сторону, чтобы мы, которые хотят независимость, додолбили эту ебучую Москву. А потом уже мы с вами будем строить другие отношения. Дружные, блядь. Такие родственные отношения будут уже. Вот тогда мы уже как раз таки придем к независимости. А до этого мы не придем. Почему это делается? Когда вы отойдете домой, вы поймете, нахуя мы отошли домой. Ага. Значит, Башкортостан, Чечня, Дагестан, Татарстан, Бурятия, тот же ваш родина Алтай начнут действия, свои действия за независимость. И в этот момент, если у вас будет желание, можете подключаться. Проблем нету. Ну нихуй идти сейчас на поводу Москвы за паспортом. Я знаю, у вас всех паспорта российские. За деньгами. Кыргызстанда Уйкураман, там дом буду строить, как узбеки дом буду строить, дангалама уйляр по 2-3 этажа. Я побывал там, вот, 3 года назад. Я охуел, блядь. У вас дома там, я не знаю, блядь, Рублевка отдыхает, блядь.
Вы понастроили там пиздец, блядь. Так что, блядь, вы не бедно живете. Хватит уже, блядь, нахуй, гребсти. Потом будете гребсти, откуда хотите. Вся Россия будет ваша. Хоть в Бурятию езжайте, хоть в Алтай поедете, все ваше будет уже. Не будет, сюда добавлю, чтобы потом на меня опять косо не смотрели. Независимость наших стран, она совместна. Я вам добавлю и напомню. Почему? Жили мы в СССР вместе, да ведь? Вы ушли, четко ушли. Почему? Потому что вы в ебенях жили, не внутри России. Вам повезло. А нам не повезло, нам создалась какая-то хуйня, коррупционная у вас схема. Ну, мы понимаем уже, да? Теперь, значит, нам надо выйти. Нам надо выйти, значит, нас надо поддержать, наверное, так-то, да? Уж на то пошло. Так-то. И поэтому поддержка должна быть со всех сторон идти. А не такая, что, блин, там вышел кто-то, Габасов ляпнул, или опять, блядь. Но так не делается. Надо делать, если делал, начал, блядь, надо долбить до конца. Какими методами, блядь? Методы вам нужно подкидывать, понимаете? Вы нам методы подкидываете. Вот таким образом у нас будет сплочение. Исходя от этого, не договорил уж от этой темы. Когда будет независимость, Азия, я всегда это говорил вам, Азия откроет все границы. Мы откроем все границы. Башкортостан приезжать, никакой визы, блядь, патент, импотент, нахуй ничего не будет. Вам это никто не скажет. Ни Габасов, ни Айсин, блядь, ни Кашапов, ни Закаев, никто не скажет. Что-то будет. Почему? Потому другая. Помните, я на том одном эфире говорил земля. Моя цель земля, понимаете? Моя цель не Дума какая-то там в Башкортостане или в Татарстане, а моя цель земля вся. Исходя от этого, вся земля, если будет принадлежать нам, народу, тогда любой человек по какой-то там, само собой, конституции и так далее, которую мы напишем правильно, паспорт и так далее, из Азии будут заходить нам похуй как, вот к себе домой, блядь. Никакая виза, никакого контроля, ни регистрации, ничего нахуй не нужно будет. И также мы будем требовать и к вам также, чтобы, допустим, я из Уфы сел, в Ош поехал, похуй, чтобы меня вообще никто даже не смотрел. Как будто бы я пришел и, блядь, из другой квартиры вышел и как будто попал в Ош. Вот так должно быть. И также из Кавказа, хоть откуда. И не нужно здесь давать сразу такие ответы того, что нет, а вдруг там будут теракты туда-сюда. Не будет нихуя. Вот эту тему нужно забыть. Русские мозги, грубо сказать, вам нужно вырубить к чертям собачьим. Не будет у нас ни терактов, нихуя не будет нахуй. Потому что нам ничего не нужно ни в Казахстане, ни в Узбекистане, ни в Кыргызстане. Нам ничего не нужно. Нам нужно просто жить. Просто жить. Нам ни хрена ничего не надо. Нам надо просто прожить эту свою жизнь, которую мы, если доживем до этой независимости, и оставить это другим. Все, вот наша задача. И вы в этот период должны сменить своих ебучих президентов, чтобы ваши президенты не контактировали, блядь, нахуй с Москвой, а начали контактировать прямолинейно с нами. Потому что Москвы не будет. Может, там будет какая-то дичь ебучая, какое-то болото московское, но у них ничего не будет, у нас все будет уже. Они будут сосать хуй. Вам придется говорить с нами. У нас вся продукция у нас будет. И у вас будет. Мы с вами будем пиздеть. Мы же в Москву не будем пиздеть уже. Понимаете? Поэтому вам нужно разворот. Не только в Америку сейчас надо думать, а нужно разворот делать именно внутрь России. Внутрь России, ну, так сказать, пока я говорю Россия, это не Россия, а внутрь независимых республик, которые мы будем делить по, так сказать, по своему шаблону. Карту я говорил чуваку, короче, пока он что-то не нарисовал мне карту, если нарисуем, буду конкретно эту карту тыкать всем, короче, показывать буду. Может, я когда-нибудь компьютер найду, может, нарисую, я не знаю. Нарисовать надо. У Турции своя игра, предполагаю, что хотят возродить Османскую империю под другим именем. Насчет Турции я когда-то в своих эфирах, правильно тему напомнили, говорил, я вот именно вот эту тему не хочу заходить.
Почему? Потому что мы близки, я это не буду бояться повторять, постоянно буду повторять, мы близки все равно с Азией. Крути не крути, мы с Турцией не близки, поймите, не близки мы с ними, блин. Те, которые думают, что это Туран, Хуян, Муян, заебали уже. Это не то. Это не то, поймите, еще раз, это я и по языку говорил вам, и по всему, это не то. Это не то. Почему? Потому что с ними на коротком поводке только общаться. Только на коротком поводке всегда Башкортостан, Татарстан, еще одна тема. Напоминание будет у нас. Это, блядь, я хочу, чтобы это в Конституции будет написано. Напоминание туркам. Сейчас в Конституции, в исторических каких-то местах будем писать откровенно одну вещь, которую я всегда продиктовал вам. 500 лет, блядь, где была Турция? Где 500 лет после падения вот этой Сюмбюлки, нашего Татарстана, после разгрома 1552 года, где была Турция? Пока мы туда дойдем, это 500 лет как раз и ровно и будет, блядь. 500 лет. Где была Турция? Все, вот это будет конкретно там описано. Турция, Башкортостану и Татарстану в течение 500 лет нихуя ничем не помогла. Все, вот прям вот так, матом нахуй будет написано. Но какие-то общие строить диалоги будем. Но когда будут натыкаться на эту книгу, всегда люди будут читать это. Чтобы они понимали, помнили об этом. Это ультимативный ответ будет им, блядь. Чтобы больно не выебывались, нахуй. И я с ними считаться не хочу, блядь. Кемалар меня, блядь. Мне с ними детей не крестить, нахуй. Поймите. Так как русские говорят. Нам, там, как говорится, хуями обмениваться не будем мы с ними, точно. Я так считаю. Почему? Объясняю. Потому что у них логика сейчас усидеть на 3 стульях. Это Россия, Европа и Америка. Конченый народ, блядь, конченый нахуй. Вся ихняя ебучая внутренняя диктатура, она конченая нахуй. Она только эгоизмом занимается. Поэтому, когда у них идет разговор о том, что вот мы сейчас собрали казахского президента, хуйня это все, поймите. Поймите одну вещь. Эрдоган сам по себе уебок. Еще тут все вот эти страны. Плюс еще, блин, наших нету еще. Наших нету вообще, блядь, нахуй еще. Не родились даже, блядь. Понимаете, свободного Башкортостана нету, свободного Татарстана нету, Ичкерии, Дагестана нету. Нету с нашими, и они и, как сказать, блядь, пока не при делах вообще. А эти, вышедшие из СССР, никогда нахуй не согласятся под эту тему, поймите. Никогда. Но иногда видим какие-то движения, да, ведь помните? Там, что-то вот что-то они что-то собрались, что-то придумывают. Поймите, придумывают это та хуетация, опять-таки напоминаю, вышедшая из СССР. Она никакие плоды не подразумевает того, что, блядь, нахуй, вот сейчас мы мощные такие станем, и на нас никто не нападет, там, или что-то в этом роде, я не знаю, что они хотят сделать, блядь. Ну, какой-то союз ебаный, да, допустим, в виде Турана. Но от этого, нахуй, ни им, нахуй, ни жарко, ни холодно, блядь, а нам подавно. Подавно ничего не будет, нахуй. Ничего, блядь. Почему? Потому что, блядь, нахуй, они с кем-то воевать все равно не пойдут. Что, они пойдут против России воевать? Не пойдут они никогда, нахуй. Где вы, нахуй? Вот вы на лицо их смотрите, нет? Допустим, Мирзияева. Мирзияев пойдет, думаете, воевать против России ради Башкортостана с Татарстаном? Хоть и, блядь, это Мирзияева дочка, это Саида приперлась, нахуй, в Татарстан, хихихаха, с Рустам Минихановым, блядь, нахуй, о, мы дружные народы, туда-сюда, ну, блядь, народы-то дружные, но не вы, нахуй, ёбки. Не вы, нахуй, вы, ни нам, не друзья, пидорасы. Ни Миниханов, не друг, нахуй, ни Хабиров, нахуй, ни это Саида, нахуй, Мирзияева. Вы не друзья нам, блядь.
Вы просто местные положенцы, которые просто в ваших руках положение сейчас в данный момент. А так вы нахуй вы нам не нужны, блядь. И Каримов такой же чмо был, нахуй. И сейчас этот тоже уебок, нахуй. Старики-разбойники. Вы не братья нам, нахуй. И даже утырып-то шырқату керсізім, блядь, бірге. Сіз хайванлар. Лучше, блядь, буду я с крокодилом, нахуй, дружить, блядь. Чем с вами, блядь. Вы сажаете, убиваете, нахуй, хуйней страдаете в Узбекистане. Как с вами что-то делать, блядь? Никак. И зная об этом, как вы думаете, Эрдоган, блядь, думаете, блядь, тупой? Он, блядь, будет с ними что-то делать, что ли? И он, думаете, сможет над ними управлять, что ли? Нихуя. Он это замечательно знает. Он не сможет управлять с этими, сука, СССРниками. Эрдоган сам в голову тоже ебанутый. Эти тоже хуй положат на Эрдогана. Ничего не получится, поймите, блядь. Получится примерно, как я вижу, как. Если у нас независимость будет, вот начиная с Кавказа, да, заканчивая до Саха, Якутия, вот мы сможем обязательно сразу подружиться с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Афганистаном, со всеми. С Азербайджаном даже добавлю. И в конце с Турцией. Как подружиться, блядь? Ну, понятно, мы и не ссорились. Имеется в виду, нам нужно будет поддержаться таким образом, чтобы власть их страны тоже сменилась. Потому что эта власть не даст, блядь, уничтожению Москвы. Вот в чем, блядь, подвох здесь, понимаете? Нам нужно, блядь, сменить их, чтобы нам освободиться от этого гнета. Давайте в уме представим одну хуйню. Мы сейчас попрем, вот Украина прет на Москву, да, ведь? Так, блядь, в кавычках. И тут уже мы не Украина, поймите. Башкортостан с Татарстаном, если начнет переть, блядь, нахуй, против Москвы, это не Украина, нахуй, блядь. Особенно Кавказ еще, если добавится с нами, само собой добавится, куда он не добавится. И эта вся наша сила просто в порошок сотрет Москву, блядь. Просто, блядь. И в этот момент вы думаете, что он не закричит? Помогите, нахуй, блядь. Путин скажет, вызывай казахов, тукаевских, манкуртов. Вызывай узбеков, манкуртов. Там, да, блядь, эшелон приедет против нас. Эшелон против нас придет. Почему, блин, я изначально 2 года долблю совместно? Почему? Потому что, блядь, сзади, чтоб не ёбнули, понимаете? А это будет. Вот когда власть будет сменена, блядь, в Азии, там нам вообще, блядь, коридор нахуй будет зеленый, блядь. Особенно Куандыкский коридор. Но пока власть не сменится, никакой Туран, никакой Эрдоган, нахуй нам никто не поможет. Пока в Азии не сменится власть, мы не сможем ёбнуть Москву. Вот когда сменится власть, и эта власть поддержит нас в дальнейшем, тогда, когда мы пойдем на Москву, Москва позовет Китай. Когда позовет Китай, Китай уже не сможет, нахуй, попереть против казахов, узбеков, кыргызов, таджиков. Пизда им сразу будет, нахуй, за Уйгурстан. Понимаете, как все взаимосвязано, это дичь вся ебучая, политическая хуйня, которую мы видим не в том формате, который мы хотим видеть. Нам несут каждый день дичь про Украину, какую-то хуйня мы смотрим, там взорвали, тут взорвали, ну, полная хуйня какая-то. А суть-то у нас, блядь, вот Москва, все от него отводят нас, блядь, отвлекают, дичь эту. А тут вот так. И поэтому мы понимаем одно, что если мы идем вместе, значит мы идем вместе. Также потом в дальнейшем мы должны спасти уйгурские земли от Китая. Поэтому, когда мы вдруг даже рыпанемся против Москвы,
тыловая часть у нас, Казахстан нам пошла заканчивать до Афганистана, должна быть наша, так сказать, туганлар, доброжелательная. А не так, что, блядь, в Казахстане, когда рыпнулись в 22 году, какое-то там что-то было, до еще, до войны Украины, в Алмате или где там, приперлись узкожопые и всех, там сказать, убрали резко. Убили или что сделали, я не помню, что сделали. Все, вот так будет. Оно так будет, блядь. Он будет звать всех, блядь, помоги, помоги, нахуй. Как Тукайка звал узкожопых, помоги, помоги. Когда могло произойти переворот, нахуй, тукайского режима. Узкожопые пришли, сука, убивать казахов. Поэтому нам нужно быть четко в этом деле. Четко. А не так балаболят, блядь, Руслан, блядь, эти Русланы Габбасовы, Айсен, блядь. Они тоже не говорят об этом, нахуй. Несут дичь какую-то, нахуй. Да, там. Дружба народов, блядь. Какая нахуй дружба народов с этими президентами? Не будет этого, нахуй, не будет. Пока узбекский народ, там казахский народ не осознает, блядь, что их президенты должны сменены быть, нахуй, мы никогда не поменяемся. Потому что мы внутри этого системы. Мы внутри, мы не отдельные. Мы не сможем что-то сделать внутри, пока мы не зайдем. А мы как зайдем туда, блядь? Если Украина сейчас захлопнется, все, мы хуй зайдем. Не зайдем мы, блядь. Рыть надо туннель, нахуй. Отдельно тогда, где-то, откуда-то, блядь. В Палестине. Куда-то рыть надо туннель надо. Не знаю куда только, да? Вот так вот. Поэтому дичь полная. Так, январские события, 22-й, приперлись русские, кыргызы и спасать Токаева. А вот, кыргызы еще вдобавок, блядь. Заебись вообще, блядь. Братья ебаный в рот, блядь. Поэтому я и говорю, блядь, хорошо еще узбеки не зашли, блядь. А там было бы пиздец полный, блядь. Вот насчет этого иногда я ловлю моменты, что узбеки все-таки не больно заходят, мне кажется. Не знаю, может заходили, я не знаю. Но дичь такую не несет все-таки. Мирзияев, блядь, или Каримов, блядь, он всякую хуйню не страдает, блядь. А наши любят только внутри ебашить, нахуй, своих же, блядь. Вот у меня такое чувство, блядь, как в Андижане. Сука, блядь. Все арыки, блядь, кровью залиты были. Текли, блядь. Я там был в январе 22 года. Да, мы знаем, но, сука, что делать с ОДКБ, когда к тебе приезжает 5-я армия спасать Токаева? Тут олигархи решают, между собойчики обоюдно выгодные решают. Вот я и говорю. Поэтому, чтобы нам что-то сделать, блядь, нахуй, нам нужно закончить, блядь, ну, так сказать, с соседними республиками. Вот только так. Почему? Потому что, ну, это самоубийство. Заходить в Москву – это самоубийство порой. Да, мы можем зайти, как? Через Куандык. Но чтобы в Куандык попасть, нам нужен казахстанские земли для начала. Чтобы получилось все так, чтобы все нам отошло потом по, так сказать, по чесноку. Ну, как туда попасть? Только по смене власти. Когда я один раз раньше какой-то эфир, когда вел, говорил, что если мы договоримся с Европой, чтобы Европа договорилась с Тукайкой. С Тукайкой договорилась, чтобы Тукайка закрыл глаза, когда мы зайдем через Куандыкский коридор. Только один этот вариант есть, но это нелепый, такой тупойский вариант это, потому что с Тукайкой невозможно договориться. Тукайка давно на крючке у Путина. Как можно, блядь, с ним договориться? Он захлобучит его одной пулей, нахуй. Тукайке прилетит в лоб, нахуй, если он попрет, блядь, против Путина. Вот в чем прикол здесь. Они сидят все на игле Москвы. Это тяжелый случай нам. Всем тяжелый случай. И для, так сказать, досконального, так сказать, независимости Казахстана, Узбекистана, так называемого, так сказать, Кыргызстана и так далее.
окончательной независимости, нормальными правителями, которые будут меняться в демократическом порядке, а не так, что, блядь, засел нахуй, блядь, Москва приезжает, коронует всех, блядь, и уезжает, блядь, заебали уже нахуй. Это было так, блядь, и 500 лет назад, и сейчас то же самое, одинаково, блядь, по идее, блядь. А мы-то вообще, как нас, вассалы, блядь, да, или как нас можно назвать, блядь, зассалы, блядь, внутри мы, блядь, внутренние эти, блядь, малайи. Ты не совсем прав. Когда Пригожин ехал к Путину, он просил Токаева помочь, и ни один казах не поехал туда спасать Путлера. Не, у Китая тоже своя игра, Сибирь сразу отхапают. Не, ну Сибирь-то нет, но Сибирь-то не захавают они, короче. Сибирь. Сибирь как Сибирь, вот именно, если у нас независимость пойдет, иншаллах, Сибирь мы ему не дадим, Китаю. Сибирью мы, точнее, с Китаем мы разбираться будем насчет уйгурских земель. Вот если мы после независимости уже организуем какую-то свою армию, мы смело можем уже бодаться с Китаем за уйгурские земли, чтобы и Уйгурстан стал независимым государством. Оно же все-таки лучше будет казахам, кыргызам, чем, блядь, этот Китай ебаный. Лучше же с родственными, так сказать, людьми жить по соседству. Оно так и было. Чем, блядь, нахуй слышать, как они умирают или там что-то в этом роде. Зачем это надо? Поэтому им тоже нужно, само собой, создать положение, а не быть вот именно вот сейчасшным режимом. И вот именно поэтому нужно менять режим и ради уйгуров. Потому что не только себя там учитывать надо, а соседей. Вот у нас такая же тема, у уйгуров такая же тема. Получается, по соседству вроде бы и родственные души, да, а власть гнилая. Вот тупик у нас, блядь. Круговорот тупика у нас, блядь. Незаканчиваемый, блядь, тупик у нас идет. И во всем виновата Москва. Вот так вот. А Украина сюсюкается с Москвой. Вроде дали им оружие, блядь, не ебашут по Москве, блядь. Вот так вот. Я это тоже уже считаю виной Украины. Это тут никто не виноват, кроме их самих. Если, допустим, пришли, допустим, убивать в Башкортостане и в Татарстан, да, и им кто-то дает оружие, и она боится ёбнуть нахуй по Москве. Ну, это же как-то тупо, да, выглядит? Вообще, да? Как так, блядь, нахуй? Я считаю, это вообще идиотизм. Поэтому в нашем случае, если вот такая тема пойдет или будет, иншаллах, чтобы она была такая, блядь, Башкортостан, Татарстане, когда мы ебашим по Москве, блядь. Вот это будет. В первую очередь я ебану по Москве, блядь. Сразу, нахуй. Не думая нахуй, блядь. По Кремлю, блядь. Там по краям не надо, люди там. По Кремлю надо, нахуй. Заебенить полностью весь Кремль, блядь. Чтобы засыпал его, нахуй, на века, блядь. И все. Больше, чтобы никто не смог его откапывать даже, блядь. И все на этом, нахуй. А потом уже крыс оттуда, кто останется живых, ловить уже, нахуй, так сказать, по всей земле. Прям по всей земле их ловить, нахуй, дергать сюда их всех, затаскивать сюда и, нахуй, и казнить, нахуй, всех. И даже не надо их, блядь, сажать в тюрьму, нахуй, кормить их, нахуй. Казнить, нахуй, и пизду, блядь. А клоунов, Путин или еще кто-то там, если в живых останется, их в музей, блядь. Как всегда я мечтаю, блядь, в музей, блядь, чтобы приезжали иностранцы и любовались над ними. В стеклянной тюрьме, блядь, в стеклянной тюрьме, там где-нибудь на земле для этого Кремля, блин.
те, кто может что-то начать, это люди-державники, то есть патриоты, а не манкурты. Ну, вот именно. Вот именно вот эти люди, которые, вот я тоже, когда я говорю тоже, молодежь Башкортостана и Татарстана, которые пытаются переть вот со мной вместе, вот нас очень мало, так сказать, которые в действии, а которые спят, так сказать, ну, имеется в виду в ожидании, их хватает, но у нас нет оружия, вот в чем прикол, блядь, у нас нет оружия, нету, блядь, харакята у нас нету к этому, потому что все думают, знаете, я всегда вот думаю, знаете, как народ думает, ну никто не встает же, а нахуй мне вставать. Понимаете, вот такая мысль у людей сейчас, в 21 веке, блядь. Она была и раньше. Но в 21 веке она прям изощренно такая, ну, так сказать, испорчена вообще, блядь, пиздец, нахуй. Испорчена в хлам, короче. Почему? Потому что все там знают, что такое телефон, интернет. Кайф, так сказать, кайф жизни поймали. И поэтому никому не хочется... хрен знает за что-то умирать. Вот и все. Умирают только вон на войне в Украине умирают и только и все. Только и все. Вот это. А за то, что они им, когда говоришь, блядь, независимость Башкортостана, Татарстана там, или Ичкерии, Дагестана, они говорят, окей, я один, пойду. А что, другие не пойдут? А другой вариант говорит, нахуй я буду идти? Пусть другие идут. Вот так, блядь. Каждый винит на кого-то, но только не на себя. Вот кто-то виноват в этом, но он крайний. Из того положения четыре аргумента всегда говорю же. Манкурты, блядь, мы, вот эти ни туды, ни суды люди, и те, которые, блядь, такой вообще не знают, ну, как этот... вести себя, блядь, в таком положении, блядь. Вроде бы они и топят, и в то же время, блядь, не знают, какую сторону выбрать, блядь. Вот. 4 стороны, блядь, тупизма, так сказать. Одни вроде правильные, другие манкурты, и двое неопределенных. Туды или сюды, блядь. Поэтому нам будет очень тяжело сортировать этих долбоебских групп. Не знаю, как это будет сортировка, если мы до этого вообще дойдем еще. Поэтому хотелось бы, знаете, как сделать, чтобы у них уже не было выбора сортироваться, вот по Башкортостану и Татарстану, если, допустим, мы берем этот вопрос, чтобы их не сортировать и не сортироваться, мы могли бы просто, те, кто уже есть сейчас, да, те уже, кто сейчас есть, собраться и просто уже идти на Москву. И этот момент, наш шаг, добавил бы уже тех, которые ни туды, ни сюды, манкурты, не манкурты, вот эта вся дичь, которая сидит, так сказать, в недоумении, блядь. Вот из этой группы мы бы уже добавили бы кого-то. Вот было бы идеально, понимаете? Ну, увы, получается хрень полная, блядь. Садиться, что ли? Да. Короче, зарядка садится. Вот так вот. Так, уйгуры у них в таборах рабочих на фабриках пашут. В таборах. В каких таборах? Сейчас реально может спасти ситуацию Украина. Но я уже плюнул, грубо говоря, на это спасение. Потому что это не спасение. Я же говорю, спасение Украины в их руках уже. Все, там уже никто их не спасет. Вот никто, нереально. Если они захотели бы спасать себя, допустим, да, 10 миллионов, которые недавно я услышал, помните, я уже постоянно это говорю всем, 10 миллионов не съебалось бы из Украины.
ну, допустим, 1 миллион, да, релокантов съебалось из России, мы говорим. И это тоже вряд ли, блядь, может 2-3 ляма ушло, неизвестно из России. А тут 10 миллионов с Украины. А в Украине всего-то сколько, блядь? 40 или 50 миллионов, да? И из них 10 съебалось, допустим. Это же пиздец. Это же пиздец, блядь. Если бы из этих 10 миллионов хотя бы 1 миллион мужиков осталось бы там, они бы давно уже чпокнули в эту Москву и вернулись бы с победой. Но там горе пополам, может, служит там 500 тысяч, может, служит от силы. Еще их половина это засланные казачки с Европы. Ни хрена там нету внутри там все эти украинцы. Украинцы же дёру дали давно уже оттуда, блядь. Там только остались те, которых вон ловят нахуй, как этих, блядь, собак. Грузят, блядь, как попало, в чем мать родила, как грубо говоря, и отвозят, и все, забирают в армию. Пизды, наверное, дают еще и забирают. Только так. Да, башкирты снегом бились против Росгвардии. Мы, казахи, в январе дрались кулаками против гранат, ружья. У меня пулевое ранение, тазобедренную часть, когда брали Акимат Алматы. Вот таких людей нам надо увеличивать. Где мы? Вот где мы? Вот нет, вот в Башкортостане, в Татарстане, вот так, если мы вышли бы, я же говорю, я, если помните, говорил хотя бы от 1000 людей. С каждого, допустим, региона выйдет, это 179 тысяч будет. Или там 169 тысяч, сколько там регионов у нас и национальностей. Вот столько будет. Да пусть хер с ним, блядь, 100 тысяч пусть выйдет хотя бы. 100 тысяч. Если пойдет на Москву, это все писец. Если 25 тысяч Пригожинская армия шла, блядь, все зассали уже, блядь. А тут 100 тысяч. Это будет уже какое-то продвижение мощное. И все. 100 тысяч куда-то рвануло в сторону Москвы. Да там никто не устоит, поймите. Никто. Вот в этом-то и загвоздка, что мы не можем вот этот народ куда-то их собрать. Куда их мы соберем? Вот, допустим, я объявил какой-то, давайте завтра собираемся. Да в этот момент же, блин, все дороги перекроют в России, блядь. Все перекроют, блядь. Когда вот этот народ наплыв пойдет, блядь. Там они уже все зачирикуют нахрен сразу, блядь. Допустим, с границы закроют, блядь, чтобы никто не выезжал. Или там внутри какой-то кипиш пойдет, блядь. Шмон какой-то, там, мужиков или что там будет. Вот такая хрень начнется. Это гарантия. Когда будет речь о том, что все, мы собираемся против Москвы. Вот такая будет она тема. Поэтому такой темы, чтобы не было, нам нужно заранее собраться. Заранее. Просто собираемся, по одному съебываемся, куда-то собираемся. Вот куда только собираться, неизвестно. Пока. Места нету. Собираться и потом уже оттуда организоваться и уже идти. Но и там будут стукачи у нас уже. И там будут у нас стукачи, которые скажут, так, Путину доложат, вот где-то там, блядь, в ебенях собирается такая басота, там, татары, чеченцы, Дагестан, внутренние вот эти регионы. И они хотят идти на Москву. Это точно кто-то уже шипанет им, блядь, нахуй. И вот этот момент захотят нас они уже уничтожать там на месте. Там и так далее. Поэтому нужно нам такое государство, куда не сможет полезть этот путинский режим. Вот какое государство нужно, чтобы мы могли собираться. А не такое, что соберешься и там потом всех нахуй в гопку соберут и это, как говорится, отправят в Россию или там на месте же кончат нахрен нас и все. Скажут, какой-то неопределенно собранная группа людей, непонятные люди, блядь, и все. Поэтому нужна та страна, которая будет, как говорится, против России, сотрудничать с нами. Только так. Допустим, какой-то анклав, как внутри Сирии, где вот этот
Аль-Шара, который шел, блядь, против этого Асада, пидораса. Вот такой какой-то нужно, отшиб нам нужен. Типа, блядь, как это говорят же, отчужденные или отчужденные земли. Отчужденные земли, вроде вот так. Земли вот такие нужны, которые, блядь, никому нахуй не нужны. Вот такой какой-то вот кусок земли нам нужен, где нет хозяев, блядь. И вот там уже нам движухи какие-то делать. Но опять-таки, в такую землю нахуй нам, блядь, может прилететь, пока мы там расчехляться будем, уже может прилететь что-нибудь от Путина и ёбнуть нас. И все, блядь, там будет дыра нахуй. До бездны, блядь. В России не 145 миллионов, а плюс 90 миллионов. В 2010 году в ЗАГС был скандал, что скинули инфу, а сейчас сколько живут, хз. Сейчас в Рашке в районе 80 миллионов. Вот. Да, пишут только 140 там, чтобы шухер наводить на всю землю, блядь. Ой, дохуя, блядь. Да вот здесь есть люди, не помню, вот можно в Google задать, из Эритрии. Я в тот день спрашивал, я говорю, сколько у вас людей, но я это помню, где-то 70-80, но я как понял, вроде он сказал 90 вроде бы, или я не знаю, блядь, короче, 90 миллионов, в одной Эритрии только 90 миллионов, если не спиздеть, вроде бы, 90 миллионов, а Бангладеш, я помню, вроде бы, Бангладеш, пиздец, засранная тоже страна, 180 миллионов вроде бы говорили. 180. Вот примерно что такое, блядь. Если не помню, ну, не путаю цифры, где что. Ну, вот такие цифры. А во все, когда говорят 145, ну, я что-то не больно уверен, блядь, в этом. Потому что и этот, как сказать, блядь, пол России пустая она, блядь. Пустая. В деревнях никто не живет. Считайте, в деревнях никто не живет, все в городе. Это уже означает, что нет людей, блядь. Старики все уже скачались все. Никого не осталось в деревнях. Молодежь там. А молодежь, что вы думаете, что? А это от стариков 10 детей осталось, что ли? Нихуя. 2 от силы было и все. От какая нахрен молодежь там, блядь? 2. Это молодежь вообще, сука, геи и лесбиянки, блядь. У них детей нет. Так что там, блядь? Что там собирать-то, блядь? Нехуй собирать там. В Индонезии можно попробовать или Афганистан, или Сирия. Индонезия не пойдет, там их Китай нервирует. Тебе, брат, нужно в спецслужбу Башкортостана, оркам жить не дашь. Я такой же, ненавижу орков за голодомор казахов 27, где погибло от голода плюс 70% казахов. Ну да, вот сегодня только кому-то говорил, в Башкортостане. Потом недавно слышали же, и в Украине голодомор был, оказывается, вот это искусственный долбанный голодомор. Издевательство, блядь, мы, так сказать, наши предки навидались, но терпели. Терпели, знаете как? Я считаю, знаете, почему терпели? Порой иногда мысль такая приходит, а потому что была нищета, знаете. Терпели поэтому. Нищета, не было ни телефонов, нихуя не было. Не было, блядь, цивилизации, пещерная жизнь, блядь, грубо говоря, блядь. Вот поэтому и терпели. Понимаете? Нищета. Нищета, оно в каком-то моменте, как вот недавно начал кое-что изучать, в каком-то моменте выстреливает наверх, а в каком-то моменте не выстреливает. Вот из той категории. Нищета, получается, бывает терпеливая, а бывает, которая уже выстреливает. А наши, получается, не могли выстрелить. Вот и все, они терпели. Они терпели там, говорили, наверное, мы мусульмане, будем терпеть, это наша ниша, это наша ноша, блин, что-то в этом роде. И вот так они терпели. Но в итоге что? Дотерпелись. Мы вот сейчас, грубо говоря, поняли это. Теперь это наше, значит, то, что мы поняли, это мы не хотим жить в рабстве или там в нищете или в каком-то, блядь, дебильном состоянии. И это мы осознали.
Почему? Потому что мы в 21 веке. А они жили в тяжелых временах, а мы живем в очень легких временах. Понимаете? Ну вот, ведем эфир по телефону, а там тогда что было, что ли? Не было. Телевизоры черно-белые, еле как, блядь, люди смотрели. И то его тоже не было, нахуй. 100 лет назад, допустим. Поэтому, исходя от этого, я считаю, что мы их не можем винить, блядь. Я так считаю, потому что их винить толку-то что, блядь? Была, блядь, нецивилизованная жизнь. И когда они раз воевали в прошлом, 2, 3 воевали, долбились, поняли, что, блядь, нахуй, от этого толка нет. И поэтому они перестали и начали жить дружно. Но эти пидорасы, после такой, блядь, дёсно целованием, как Брежневым или с кем-то, блядь, нахуй, решили, блядь, жить дружно. И эта дружба довела их, блядь, к чему? Вот мы наблюдаем в данный момент. Поэтому мы должны это, учитывая, идти к этому. И вот я здесь вот хотел бы в Европе выступить на каком-то каком-то заседании, где я это вот, как вам сегодня рассказываю, это рассказать. Порой думаю, что я, ведя эфир, я тренирую свои мысли, которые я должен рассказать, выше, имеют какую-то власть у себя. Допустим, в данный момент в этой стране, допустим, да. И говоря им об этом, я должен аргументировать это все фактами, которые мы уже пережили и которые мы можем пережить в дальнейшем. Чтобы этот косяк наш уже еще раз не пришел к нам, в котором мы живем, мы должны его уже отрезать. И вот эту всю дичь нам нужно продиктовать местному вот этому населению, европейскому какому-то населению и какому-то союзу, получается, стран, которые будут идти по нашему пути, которые мы хотим, так сказать, построить. Независимость, там, отделение от московского дерьма этого, блядь, и вот это. Но, чтобы это сделать, я не знаю, как и куда обратиться. Это раз. Потом, само собой, когда-то там надо будет мне что-то говорить, я там скажу, но как оно будет касаться тому, чему я должен рассказывать, и плюс вот эта тема, которую я вам говорю, оно в тот момент может и не касаться, поэтому вот такая ситуация странная. Поэтому хотелось бы расширенно эту тему поднять именно в каком-то заседании Европы с хорошим переводчиком, чтобы прям как называется, я не помню это слово, когда переводится сразу. Вот я сказал, она перевела, а я сказал без остановки, что переводилось. Что такое, субтитры или как это называется, не помню. Параллельный перевод. Вот. И вот примерно вот таким разговором. Синхронный переводчик. Вот да, синхронный, да. Вот чтобы, блин, сразу, я говорю, чтобы пошло туда. Вот таким образом довести этому населению, довести этой Европе, что наша независимость республик всей этой гребаной России приведет к огромному какому-то дерьму, грубо говоря, блядь, против их же, самих же. Почему? Допустим, они скажут. Потому что их жизнь в их делах, газовую трубу, грубо говоря, да, это раз проблема. Вот эта дичь, она до такой степени расширилась, привела с Украиной. И они сейчас, грубо говоря, со своего кармана должны рожать для этой Украины и, получается, ущемлять себя в чем-то другом. Допустим, в каком-то, так сказать, вышестоящие группы лиц здесь тоже, в 28 стран, они тоже крысы, те еще огромные. И вот это крысятнический, блядь, нахуй, образ жизни их сейчас ущемляется, так сказать, блядь,
они делят какую-то свою НЗ, чтобы помочь Украине и еще остальным беженцам. И в итоге получается, это деление уже не те деньги, собранные из ООН там или где-то там еще, где они собирают деньги, блядь, со всех стран, чтобы держать вот эти ООНовские, натовские действия. Они собирают у себя. Получается, эти деньги они просирают, грубо говоря, от себя для Украины и там еще каких-то защитных действий, создания лишнего геморроя. Донести это нужно таким образом, я вот считаю, что этого вам не потребуется никогда, Рахмат за лайки, не потребуется эта вся дичь, когда вы дадите нам вот процесс, так сказать, независимости. Но они скажут, как мы дадим. Дадут, и это тоже конкретно им нужно будет донести. Каким образом дадут? Они дадут, что мы будем, дислокация наша должна быть где-то в Европе, я так думаю. Потому что другого варика у нас нету. Мы не можем вломиться в Казахстан и так далее, и так далее. Поэтому дислокация может быть только здесь. Вот когда у нас дислокация будет здесь, даже не в Украине, не в каких-то, действиях, нигде. Вот именно здесь, тогда Россия, допустим, если даже захочет, рыпнуться сюда не сможет. Европа сама себя защитит. И вот в этот момент мы, подготовившись, мы уже можем диверсионными какими-то действиями идти уже на Москву. Там уже у нас не будет границ. И как раз таки граница может появиться, если мы из Европы пойдем, граница появится только Псков. Прямая Россия появится, откат назад, это будет откат назад от договорника, которые хотят они договориться, сейчас какую-то дичь несут, договорятся или нет, непонятно. Вот от договорных, так сказать, мест, которые мы могли бы идти уже возвращать. И потом возникнет вопрос, а кто вы, что вы такие, да? И скажут, а как вам, кто даст право и так далее, и так далее. И тут как раз таки Европе, так сказать, можно сказать, мой коронный ответ, скажем, мы-то из этой пидорасии, как раз таки, мы-то из пидорасии, поэтому мы имеем право не спрашивать ни у кого, я всегда вам говорил, не спрашивать ни у кого, идти на наши земли, хоть через Украину, нахуй, через хоть Луну, нахуй, прыгнуть туда, попасть в Россию. И это не будет нарушение пограничного контроля, блядь. Потому что мы идем к себе домой, блядь. Это раз. Пусть будет как сарказм, но это наша задача. Идти всего лишь поддержать своим каким-то, так сказать, оружием или какими-то действиями своими. Говорим, что вот, сейчас мы через Украину, мы через еще какую-то войну, нахуй, приплюсимся, блядь. Я считаю, уже эта тема уже устарела. Вот в течение 2 лет мы пиздели об этом. Украина. Ни хрена никто не взялся, ничего не сделал. Поэтому, чтобы кто-то что-то должен был сделать, нужно было делать его уже, так сказать, изначально и не доводить Украину до какого-то, до ручки, так сказать, до ручки того, что сейчас там это подписывает, вот эту всю хрень. И Путин вроде, я как понял, не соглашается с этой херней, и он пытается и воевать дальше. Поэтому оно, вот этот белоберда будет продолжаться, вот здесь недавно услышал, говорят, до 27 года. Это все дерьмо будет продолжаться до 27 года. Потом кто-то говорил, до этого, помните, раньше говорил, до 2025 года там все закончится. Вот мы 25 даже прожили, нихуя ничего не закончилось. Вот, поэтому здесь каждый будет ставить какую-то свою энную, так сказать, цифру. Но от этого у нам нету ни тепло, ни холодно. Нам ни тепло, ни холодно от этого. Вот и все. Поэтому наша задача была бы идеально так, что мы, если ради
своих земель, зашли бы хоть, как это, ну, как сказать, страдая, так сказать, страдая по пути, уже мы могли бы уже, я думаю, быть уже независимыми. Но мы не хотим, так сказать, я так понимаю, умирать просто. Мы не хотим умирать. Вот если мы бы понимали бы, что если мы даже умрем, но мы сделаем независимым. Русская община всех заебали. Думаю, что за дичь прыгает, заебала. Миллион комментариев еще. Одно и то же, блядь. Думаю, что за хрень, блядь. Вот я и говорю, заебало. Я не увидел, блядь. Думаю, что прыгает, мне аж глазам мерещится. С русской общиной существует так, как не существует русской нации. Ну, вот я говорю, вот именно, блядь. Я не знаю, поражаюсь над одной темой, что самое интересное, они всю Россию думают, это русская земля. Как, блядь? А с какого времени, блядь? 500 лет назад? 500 лет они так считают? В течение 500 лет они так считают, наверное, что это вся Россия. Или все-таки, как наш календарь, блядь, 2025 лет они считают, что это русская земля. Имеется в виду, 2025 лет они считают, что это русская земля. Вот вопрос тоже интересный, блядь, этим узкожопым. С каких пор они считают эту тему русской землей? Вот интересно вообще мне. Все-таки через 500 лет тому назад или 2025 лет назад, а это русская земля? Тоже вопрос, блядь. Так. Если есть что-то новое, давайте посмотрим что-то новое. Сейчас я... такие у меня канальчики, конечно, дурацкие, я вам скажу. Не так уж супер-пуперски. Так. Вот Батыр Толпа. Вот эта группа у меня откуда-то появилась. Она была у меня раньше тоже. Вот недавно она откопалась у меня опять. Она пишет. Откуда он вытащил его. У него вчерашняя тема. 31 МСП Башкортостан. Еды нет, питается гнилой картошкой, мародеркой и обедками. Всем, что нашли в покинутых украинских укреплениях. Погибших никто не забирает, раненым не разрешают эвакуироваться в тыл. Дичь какая-то. Давайте посмотрим. Архивное видео. Какое сегодня число, пацаны? Второе. 25-й год. Ноябрь месяц, 2 число. Сидим в ходячем блиндаже, уже раздолбанном. Сюда уже и комики залетали. Все, что хочешь. Вот так живем. Нашли полугнилую картошку, которая валялась рядом с трупом. Наши нам прислали 2 банки каши и 2 упаковочки орешков. И все. Воды пьем. Да, на 6. Воды пьем в фуже. Да, вода с лужи в натуре. Да, вот, слава богу, есть украинский кофе растворимый, украинский кофе нерастворимый, соль. Короче, блядь, нас
хохлы лучше купить. Да, кстати, у нас на Родёриное вот это вот все хохлов. Был бы, а там, бля, благодаря, бля, да, да. И приправка, и там еще. Никак их не оправдываем, нет, базара нет, мы дальше идем воюем, мы дальше и будем воевать. Но вы, сука, обеспечьте нас, да, должным, обеспечьте нас едой, патронами, да, всем необходимым, готовите 300, да. Все правильно говорит, вот молодой человек, все правильно говорит. Ну, потому что реально просто жопа. Жрать нехер, ходишь под грязным небом, под Бабу-Ягу попадаешь, ради... Рискуя жизнью ради в натуре какой-то банки консервов. Да. 300-х вон сидит 300-й, никто его не откатывает, никому он нахер не нужен, его прут дальше. А он ни Б, ни М, короче, ничего не может. Рука опухшая, температура, туда-сюда, и цепь начнется, и все, и пиздец. Ну, блин, даже, блин, в соседнем, через километр вообще пацан лежит, приполз туда, блин, ноги перебиты. Ноги перебиты, нога болтается, дополз в четвереньках. Также Баба-Яга раздолбала пацана. Самое интересное, откат тоже не слышен за откат, за ротацию вообще ни слова. Да. Смены нету никакой. Я здесь уже месяц, меня никто не откатывает, мне помыться не дают, ничего не дают. Посылки черти как делают, и все это, и очень мало еды. Все похудели, все голодают, сил никаких, даже окапываться тяжеловато. Потому что земля здесь твердая, неприветливая, мягко говоря. Где-то есть песок, но не там, где мы, как обычно. Если бы не украинский блиндаж, нас бы здесь всех уже размотало. Да, не успели бы ничего сделать. Да. А впереди Лиман. А впереди Лиман, и нас гонят туда. 3 километра. А мы не Б, ни М, ни Кукареку. Даже сами нашли, импровизированную сделали, блин. Шашку, блин. Шашку, взрывчатку, и все, кстати, по большей части украинское. Нашли украинские подрывы, эти, детонаторы полусамопальные. Вот. Ну, вот там дополнительная чека для сброса или для черти чего, черти по ничего, чтобы она взорвалась комиком. Этот блиндаж находился в более-менее состоянии, вот его немного подрасшатало, подразмотало. Вот. В этом блиндаже находились украинские коптерщики. Вон там от Мавика, намордников, черти сколько. Вот. Рядом лежат трупы тоже никто не эвакуирует. Потому что эвакуационная команда просто сюда не дойдет. Заглушить связь хохлячих дронов заглушить практически невозможно. Там из 5, дай бог, 1 заглохнет. А остальные 4 тебя точно убьют. Выйти даже поссать невозможно. Вот так вот. Вот так и живем. Охуенно. 31-й полк, Башкортостан. ВЧ 12271, 67-я дивизия, 25-я армия. Архивное видео, какое сегодня число, пацаны, 2-е, 25-й год. Что-то такое, блядь. Вот и думайте после этого. Вот Башкортостан там, блядь, Татарстан и так далее. Ну, неизвестно, кто он по нации, вот этот. Непонятно, блядь. Не мытый, не бритый, как хуй его знает, кто он, блядь. И после этого вы понимаете, что там происходит, блядь. Происходит хрень полная. И такой дичи, это мы один только увидели, блядь. А этого до хрена за 3 года эти, блядь. До хрена. Но все равно шунда бараса сбитенда. И тут вспоминаю одну вещь. Я же не понял, что произошло. Если в курсе, что кто, ну, разные люди тут сидят, кто в курсе, не в курсе, я не знаю. Ну, певица у нас есть в Татарстане, Иркяна, ну, Иркя Исема, Иркя. У него, как, ну, увидел, ну, вчера уже увидел это ВКонтакте, читал, что
его забрали силой. Его забрали силой, оказывается, мужа. И он попал под раздачу, грубо говоря. И вот он, что-то случилось, вроде бы, та-та-та-та. Блядь, чувак, короче, вроде без ноги остался, нахуй. Все-таки, блядь, допрыгался, блядь. Раз поехал, вернулся, потом раз поехал, вернулся. Ну, какой-то... Все. Без ноги вернулся, я как понял, блядь. Вот нахуй. Заебись, блядь. Артиста, жена артистка, ну, вот эта певица, а муж, само собой, уж не певец. И вот съездил, нахуй, на войну, блядь. Я не знаю, в чем прикол, блядь. Вот я не могу понять людей, которые, блядь, нахуй, сами самопроизвольно идут, блядь. Потом вот эти видосики нам отправляют, нахуй. Кому это вы, нахуй, отправляете? Ну, имеется в виду, это они сами себе отправляют, ну, нахуй их грузишь. Попадаешь, блядь. Самое интересное, знаете, у них быдло ответы, знаете, какие? Вот мы приехали, мы вот для вас это все делаем, а вы нам ничего не даете. Такое чувство у меня, знаете, сейчас вот после этого видоса появилось, то, что он на работе. Они, оказывается, на работе там. Да, понимаете? Мы говорим, блядь, вот здесь нас не кормят, нахуй, и ничего не делают. Типа они на работе. Сука, если так подумать, в армии они на работе, блядь. Реально до такой степени создать такое ебанутое население, вот это, ну, вот эти манкуртское, блядь, движение, что они думают, что они на работе, и таким образом кто-то им должен, блядь. И слушая видео, я понимаю, что они используют вещи своих врагов, блядь. Но если, блядь, нахуй, вы же враги, а как ты, блядь, можешь использовать чужие вещи? Интересно. Зачем ты используешь чужие вещи тогда, если ты находишься еще вдобавок в блиндаже этих же украинцев? Логика, нахуй, ничего, этот, ну, им не говорит о том, что, блядь, какой-то ебанизм у них идет, блядь. Вот, видя это видео, я понимаю, что в Башкортостане это видео они не смотрят. Это мы только смотрим, мне кажется, блядь. В Башкортостане они, может, если они зайдут, вот, вопрос на засыпку. Телеграм-канал, вопрос на засыпку. Вот чувак оттуда его вытащил. Телеграм-канал, вопрос на засыпку. Там 19,4 подписчиков, 19 тысяч и 4К подписчиков. Это значит до хрена там подписчиков. И вот это одно видео, которое было из Башкортостана. Может, там еще какие-то есть. Не знаю, о чем тут разговор идет. Я не ищу ваших родных бойцов, я никому не помогаю. Что такое? Нам она и что это? А, ну да, это полностью дичевый канал из дичевых каналов, которые там до хрена существуют. Из этой категории дебильных каналов, где там все и бабахнуло, не бабахнуло, все, ну вся дичь. Вот, значит, получается, этот Талпар, Батыр Талпар сидит там, в этом канале. Ну, тут нереально о чем-то даже говорить, слышать. Ну-ка, вот давайте один посмотрим, что он говорит. А, здесь фото, короче. Непонятно, кто такие, блядь. Ну да. Ну, это те дичевые каналы, куда я даже не захожу нахрен. Это такие самые страшные конченые каналы этой пидорасии, так сказать. Да.
уже в советское время угольные предприятия варварски. Так, здесь так, фигня какая-то. Ну вот, здесь как раз вот 4 декабря у него загружено вот насчет Голодомора. Кто-то тут напоминал мне про Голодомор. Пусть в плен сдаются дурики, целее будут. Да они, быдло долбоебы, они друг друга жрать будут, но в плен они, наверное, думают, это, блядь, ой, блядь, это позор, нахуй. Там же с фронта показали, что листовки кидают, чтобы люди гибли за родину, и фото какого-то генерала. Ай, бля, ну да, бля. Пиздец, блядь. Или там закинут какое-нибудь фото там, блядь. Вот фото какой-то там, допустим, или девушки, или кого-то там, нахуй. Вот, если кто идет воевать там, нахуй, или там, или что-то там, блядь, подарим вам, блядь, по девушке, что-то в этом роде, да? У них какая цель, я не могу понять, блядь. Цель какая, блядь, у этих солдатов, блядь, идут, знают же, что они сейчас сдохнут. Как можно себя не любить, блядь? Вот этого я хуею, блядь, нахуй. В тупой этой войне, блядь. А когда мы говорим, блядь, давай пойдем за независимость, блядь, они говорят, ты что, дурак? Ну как можно понимать, да, блядь? Ты там идешь, умираешь, а когда мы говорим, давай за независимость башкиртов, татар, там идем, ты что, дурак, блядь? Я сразу, блядь, нацист, блядь, террорист и вся хуйня, блядь. Ужас, блядь. Вот, как раз такое напоминание. Голод 1921-22 года. Малой Башкирии и его особенности. Следует подчеркнуть, что 90% голодающих составляли башкиры, процент голодающих среди русских был невелик. Жертвами голода стали более половины башкирской и 38% татарского населения. Вот 21-22 год. Вот этот голодомор. И самое интересное, может от этого голодомора, умерла моя бабушкина мать. Потому что моя бабушка, да не может быть дальше, значит, пережила, получается, моя прабабушка и дед мой, прадед пережил это, значит, что получается, голодомор, что ли, получается? Охренеть можно. Бабушка у меня вроде родилась 25-го года. 1925 года. Вот сейчас ей, получается, было бы 100 лет, что ли, в этом году. Охренеть. И вот, получается, а тут голодомор Башкортостана 21-22. Еще Малой Башкирии. Малая Башкирия это где? Малая Башкирия это вот внизу, вроде бы, внизу Башкортостана, Малой Башкирии. Как раз Сертамак, вроде вот эти места заходят, туда, наверное, попадают. Вот еще новость такая интересная. Отпечатки пальцев, роговицы, глаза, ДНК, маркеры и прочие биометрические данные возьмут у всех российских школьников. Проект уже обкатывается в 20 школах Татарстана. Кремлевские уже готовятся к цифровому концлагерю. Облегчает для карательных органов процесс познания и идентификации своих жертв. Пускай никого не обманывает пункт о добровольном согласии. Как принято в РФИ, не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Ну вот видите, дичь каждый день какая-то происходит там, блядь. Каждый день какие-то новые темы. Ну это уже людям не объяснить. Уфимка рассказала о том, как по капле выдавливала из себя имперскость, блядь. Ёпта, нихуя себе. Отец подвержен пропаганде, его окружение все за Путина. Я сбежала.
История Дарьи Пиарсон. Маркетолог, копирайтер, блогер родом из Уфы. До 23 года работал в девелоперской компании и в издательстве Эксмо. Сейчас давайте, что это? Это YouTube, что ли? Это YouTube, короче, это нахрен. Понятно. Идем дальше. Мусульманам в рядах армии РФ выдавали свиную тушенку под видом говяжьей. Подделку также экспортировали в мусульманские страны. Ну заебись, хули. Дальше некуда. Так. Хули. Такое короткое видео. Какой-то башкорт из Челябинска сидит в этом наручниках. Башкир-контрактник из Челябинской области жалуется, что отцы-командиры хотят его обнулить. В наручниках сидит. Заебись, хули. Это удивительная вещь порой. Так. Ну вот опять началось, блядь, уебище это. Вот такие уебища. Это Симонян ебаная, мужа она, блядь, Таня, не как успела мы помним, похоронить, как ты уже справедливо что-то пиздец. отметил, не просто занималась пиратством всегда. Британия стала великой морской державой и вообще великой державой исключительно благодаря пиратству. При Елизавете I в 16, собственно говоря, веке. В 15 веке она с треском проиграла 100-летнюю войну Франции. 100 лет воевала и проиграла. Это кто помнит та самая война, в которой была Жанна д'Арк, я для зрителей говорю. А потом из второстепенной державы, она же была второстепенной, даже не державой, страной на фоне Османской империи, которая тогда уже завоевала Константинополь, на фоне Испании, на фоне Португалии, на фоне всей этой эпохи великих открытий географических. Елизавета I, пираты, один из которых был ее любовником, и поднялись, и смотри ты, уже великая морская держава и в принципе морская держава. А потом все профукали. Так вот, то, что происходит с Европой сейчас, как ее кондрючит. Ее кондрючит так, как будто она заболела бешенством. Бешенство – это единственная в современном мире болезнь, которая имеет 100% летальный исход. Если заразился бешенством и не сделал прививки, 100% умрешь. И вот симптомы у бешенства я не видела живьем, но читала про это. И когда я в Америке училась, мы проходили в школе книжку из литературы американской, не вспомню к стыду своему, как она называлась, но вот про это. Вот симптомы происходящего с Европой, они очень напоминают. А то, что с ней происходит, правда же, то светобоязнь. Они нас почему боятся? Потому что мы несем свет. А при бешенстве один из самых страшных симптомов – светобоязнь. И дальше уже вот. Короче, пиздец, она несет пургу, блядь. Самое главное, тут что я уловил, нахуй, в одном слове, блядь, ее, блядь. Они, говорит, нас боятся, блядь, нахуй. Или там, чего-то там боятся, да? Света или чего там, блядь. И самая дура, блядь, говорит, я в Америке, говорит, училась, блядь. Но если ты в Америке училась, блядь, ты что могла там научиться, блядь, нахрен? Потому что, блядь, нахрен про Англию говорить или что-то в этом роде. Полную хрень какую-то вот несут по каналам, блядь, и наши на эту хрень клюют, блядь. И самое интересное, блядь, если Англия была пиратской, и она что-то там завоевала и не завоевала, блядь, нахуй,
Почему тогда сейчас Австрия, Австралия, блядь, нахуй, говорит на английском, блядь. Блядь, все, что у них есть, блядь, нахуй, везде, что они, блядь, взяли, блядь, пиратским образом или не пиратским, нахрен, везде говорят на английском, нахуй. И нет у них никакого там, нахрен, такого, блядь, ебучего ущемления, как в России, блядь. Если уж на то пошло, блядь. Англия хуевая, Америка хуевая у них, это все хуевое. Но если все хуевое, мы понимаем это, в каком степени это хуевое, мы понимаем это, но как в России, блядь, нахрен, сравнивать, она своими тупой головой, нахуй, я думаю, это неправильно. Поэтому, ну, я не знаю, конечно, в этом канале, почему все это дичь идет нам. Ну, давайте послушаем его мысли, этого Батыр Талбара. Башкиры — это русские. Такую мысль в эфире государственного телеканала высказала руководительница информагентства Russia Today Маргарита Симонян. Причем русскими она объявила и чеченцев, и татар, и якутов, и другие коренные народы. Посыл пропаганды понятен, власть всех не существует. Устами пропагандистский Симонян говорит Кремль, обращаясь к коренным народам Северной Евразии. Ну, полная дичь. Мы уж понятно, блядь. До этого, помните, я 2 ролика говорил, скидывал кому-то куда-то, там, где орут, блядь, в Дагестане или в Чечне, там победил русский дагестанец. И где-то там, блин, русский узбек. Русский узбек построил самсу, там бизнес самсы в Нью-Йорке. Русский узбек. Охуеть можно, блядь. Русский дагестанец или русский чеченец победил там где-то там на драке, в спорте, блин. Ну, такая же хрень тут. У них у всех одно и то же, мне кажется, уже даже, блядь, тут удивляться даже не надо. Уже официально признано в Центральном военном округе, в котором входит и Башкортостан, зафиксированы необоснованные приписки. Известных погибших солдат записывали в документах как дезертиров. Делалось это с целью скрыть потери и сэкономить на выплатах гробовых денег. Вот и открылось, блядь. Ну что открылось-то? Это давно уже понятно. Из списка дезертиров более 60% внесены туда необоснованно. Это официально признано Следственным комитетом. Ну, и все скажут, блядь, нахуй. Они съебались, дезертиры, блядь, уебали в Украину, блядь, предали народ туды-сюды, блядь. Это мы уже где-то слышали. Ресурсы по серым схемам. Российский блогер, который до сегодня создавал только развлекательный тревел-контент, решил записать ролик о якутских алмазах. Вник в тему и офигел. Сюжет по остроте вышел прямо как для канала Лиги Свободы Наций. Оказалось, что неограненные якутские алмазы на миллионы долларов по серым схемам продают в Индию и Дубай, а народу Саха от всего этого богатства гулькин нос. Ну вот, а хули? Это уже ясно, дураку, везде это. Попался башкир в группе пленных. Рассказывает, что готовили его к войне 20 дней, после чего он успел воевать 4 дня. Вот и все. Там видео, но я уж не стану гонять видео вам. Пиздец. Едем, что спиздили в деревне. Едим, что спиздили в деревне. А, это те же опять, что ли? Башкир Раиль в компании бомжей и бичей из ВС РФ. Остановка блиндажей без купюр.
Вот мы вот живем в Блинчике, видишь, дядя Коля там, Раиль из Башкирии, Жансаныч Алтай, Челябинск, Эльдар. Ну я тут. Вот хавчик у нас, видишь, что спиздили в деревне. Мамки. Вот видишь, что там мы готовим. Видишь, какая у нас это лампочка на ней готовим. Нахуй. Матушке привет от меня передай. А дядь Коля тебе привет. Пожелание выздоровления. Мама услышит, я как выйду на связь, тогда. Вот так вот это вот наш типа блинчик. Ну. Вот и все. Блиндажи. Остановка в блиндаже без купюр. Заебись, пуля. Ну да, до хрена чего. Тут говорить можно до утра. Так. Вот, давайте вот это прочитаем, наверное, будем уже закругляться потихоньку. Что ты слышишь сказать про Глобасова и Ялцинова, что они... Ой, зачем тогда канал делался, если боишься? Что ты слышишь сказать про Алсынова, что они говорили? Канал делал, если боишься. О чем я говорил? Что ты слышишь сказать про Габасова и Алсынова, что они говорили? Зачем тогда канал делал, если боишься? Ну-ка, напомни этот эфир. Что они говорили? Ну-ка. Что мне надо сказать, чтобы что? Что они говорили? А что они говорили? Ну-ка напомни. Напиши мне. Во время обучения на полигоне над ним и другими мусульманами россияне издевались, не позволяли молиться, заставляли брить бороды, оскорбляли по национальному и религиозному признаку. Иностранцам пообещали службу в охране далеко в тылу и российский паспорт через полгода. Но, как водится, обманули, отправили штурмовики в Донецкую область. Там таджик несколько дней провел в руинах украинского села среди трупов российских военных, практически без еды и воды, прежде чем его нашли бойцы ВСУ. Сдавшийся в плен гражданин Таджикистана, которого принудительно завербовали в ряды российской армии, изъявил желание воевать на стороне Украины. Ну, коротко тут написано, я вот это только я вам дал как этот явное. В Уфе классно. Психически неуравновешенный СВОшка расхаживает по Уфе с ножом и в балаклаве. Пристает и угрожает прохожим. Новая элита. Время героев срочно устроит его в администрацию. Ценный кадр, пример для подражания. Натуре. Дичь какая-то бегает по улице Уфы. Уфана юлларан карагыз. Раздолбано все. Это вообще кошмар. А представьте, это он сейчас один ходит еще. А потом вернется вся эта басута. Бүтін Башкортстанға. И все. Же дурно.
Моя бабушка потеряла один из братьев и сестер с голода. Это пиздец. Русских при Голодоморе с 58 миллионов стали 72 миллиона. Пипец, русские голодали. Пусть и в плен сдаются дурики, целее будут. Да у них чувство и сохранение априори отсутствует. Это точно. У них нету. У них царь сказал, так и они будут делать. Так, это мы читаем. Вот Рахматов из Башкирии. Рахматов этот. Хуй один какой-то там есть же еще. Рузеле позвонили, что ее муж погиб уже на северодонецком направлении, но тело не могут вытащить. Я сделал пару звонков и сообщений в полк Башкортостан. Был накат, были потери. Многих не можем вытащить. ЛБС стоит на месте. Мне ответил высокопоставленный абонент в полку весной того года. Сейчас на этом участке армия пошла вперед, бойцов стали возвращать домой. Алка-журналист и СВОшка Рамиль Рахматов подтверждает тот факт, о котором я постоянно пишу. 31-й МСП Башкортостан – это мясное подразделение, которое несет чудовищные потери. Ну, понятно? Понятно? 3 года и куда дели? Всегда пишет Габбасов 7 тысяч нахуй. Куда нахуй 7 тысяч, блядь? 7 тысяч, там, блядь, минимум нахуй 200-300 тысяч штук Башкортостаннан сыграли под канаром, да, уже. Әлі қашан. Ну да, в этом канале мы понятно. Чисто такой он канал, который прям про убиты, у него все вот это, вся дичь это. Больно такой у него канал странный. Ну, Дуслар, мы уж так по-разному поговорили. Наверное, будем уже закрываться. Где и когда он знает, на митинге Алсынов поставил в один ряд татар, карахалык и армян и кричал ехать домой. А Алсынов-то при чем тут? Странно, как-то хрень несешь, конечно, ты. Где и когда он знает. Что я знаю? Я не могу понять, блядь. Алсынов кричал карахалок. Кому он кричал карахалок? Ну, Алсын на последнем митинге кричал карахалок домой. Ну, это нормально. Но он явно не кричал это татарам. Это не татарам же он кричал. Карахалок он кричал, я вам откровенно скажу. Кому он кричал? Тем, которые туда понаехали. Вот им он кричал. А не тем, как перевели черный люд. И Хабиров понял это правильно. Так и есть. Он кричал всем этим ебаням нахуй, армянам, там, всем, кто там понаехал туда. Вот им. Это им касалось, блядь. И по его мыслям. Там дураку ясно, как это было.
Но самое интересное не в этом. То, что когда его взяли за жопу, все проебались. Все проебались. Даже когда проебывалось, я же тогда, помню, блядь, это все наблюдал, блядь. Я писал, я же вам говорю, блядь, писал везде, блядь. Мне пишут, сам, говорит, напиши. Мне ВКонтакте отвечают, блядь, сам, говорит, напиши. Ебанутые люди, блядь. Я говорю, как я им напишу, если у меня нету их, блядь, телефонов, блядь. Че я, блядь, с Алсыновым, нахуй, дружил, что ли, блядь? Я ебу, кто он вообще, не знаю, блядь. Чисто из-за того, что он из Башкортостана, поэтому только я, так сказать, косвенно поддерживаю. И также Габасов, или там еще кто-то там, блядь. Поэтому у меня нет таких, блядь. Я даже с Габасовым не разговаривал за все это время, блядь. Он все, блядь, какой-то нахуй гасится, блядь. И Айсен такой же. А Алсына вообще души не ебу, где, чего, как. Просто чисто от того, что он из Башкортостана посадили. И поэтому я только, вот, как говорится, топлю за это, блядь. Что наших сажают. Как общее наших. А не так, что личное его этот какие-то действия. А насчет Карахалыка он сказал именно приезжим это сказал, а не татарам. Татары там не были, татары вообще ни при чем, там приезжие или не приезжие. Именно он смысл сказал, что армяне, блядь, вот эта вся их хуетация, которая там живет, вот для них это было сказано. Даже азиатам, наверное, это было сказано. Это точно. Это точно. Потому что для него, как бы, в Башкортостане, если ты приехал откуда-то, значит ты не из Башкортостана. Все. Вот примерно вот эту логику он вел там в тот день. А про Карахалык это точно, я знаю, это был намек хабировской жене. И хабировской, по сути, вся эта поеботине армянской, которая копает горы, вот это всю дичь, блядь. Вот им это было сказано. Если уж конкретно конкретизировать. А сам человек может сказать так: нет, я думал там про какой-то Карахалык, черный люд, ну для бедных. Отмазка это, блядь, там никакие бедные нахуй. Чем мы в 21 веке живем, какие нахуй Карахалык, блядь. Это выражение именно Карахалык, я же на рынках работал, блядь, ёпта, я же торгаш, блядь, пожизненный. Карахалык, сен қайдан алдың әйбірні? Ана қарақалықлар келген ярмаркаға. Шундан алдым мен. Итик, допустим, или там куртка. Қарақалықтан ма? Әйе, қарақалықтан. Вот это выражение. Долбоёб, что ли, я, блядь, ёпта. Понимаете? Вот в чем прикол там был, блядь. Карахалык это когда в твою деревню или там в твой аул приезжает другая нация. Вот это Карахалык, блядь. У нас откровенно говорится: ок-ок, кора-кора нахуй. Они бедные, богатые нахуй. Ебут они, блядь, что ли, он богатый или этот, или голодранец, нахуй, этот Карахалык, блядь. Он откуда он расчет берет это, когда он это говорит, или любой другой. Понимаете, это же, блядь, нахуй. И Хабиров не долбоёб. Имейте в виду, Хабиров, блядь, не долбоёб. Вы должны учитывать это, что он не долбоёб, блядь. Он тоже оттуда же, блядь. Поэтому, когда, блядь, этот ебучий какой-то перевод потом долбил, и Габасов об этом постоянно говорил, блядь, я само собой не согласен. Карахалык это черные, те, которые туда понаехали, блядь. Что, армяне белые, что ли, нахуй? Такие же черные, нахуй. Вот и все. Вот об этом речь и была, блядь, там. Там не было другой речи и не другой отмазки. И вся суть была об этом. Ну-ка, сейчас почитаю. Алсынов на последнем митинге кричал: Карахалык домой. Так татары или армян, или только Карахалык? Что ты несешь? Вот я и говорю, блядь. В его речи он назвал татар, Карахалык и армян. Это буквально перевод. Я не могу понять. Татары при чем тут? Я про татар вообще там речь не говорил. И вообще про Алсынова и Габасова. Что за речь пошла, я не могу понять. Что за гон, я не могу понять. Суть гона в чем? В его речи он назвал татар, Карахалык и армян. Это буквальный перевод. Нихуя.
татары, карахалок, блядь. Карахалок, он имел в виду тюрков, киргизов, узбеков, он назвал, татар назвал армян. И не ври, в его речи он назвал татар и карахалок буквально. Не ври, в его речи он произнес именно татар и карахалок. А армяне и грузины априори ближе к Европе, чем к Азии. И к Европе. Не, ну с армянами точно я не соглашусь. Армяне, ёпта, это все цыгане ебучие из индийской дыры, нахуй, вылезли они, ёпта. Какие нахуй Европа, блядь. Европа для них, нахуй, ближе, блядь, там бежать, нахуй, с хуем своим на немытых. Армяне это те, вот именно, вот армян можно сказать, харахалок, блядь, ёпта. Не видите, что ли, они какие, блядь? От индусов ничем не отличаются, ёпта. Если уж на то пошло, блядь. Если говорить про какой-то нацизм, блядь. Ну, я же, наоборот, против нацизма, блядь. Габасов также думают, как и Алсынов. Ну, блядь, Габасов... Я же говорил, Габасов отмазывается, что он не был с Алсыновым, блядь, не при делах, блядь. Они все же при делах, я же уже в каких-то эфирах об этом говорил, блядь. Они все были вот этими, гопники, стопники, блядь, какие-то. Гопники они были в Башкортостане, по идее, блядь. Почему Габасов сидел? Почему он, блядь, мочканул того чувака, блядь, в Москве или где он, блядь? Потому что он себя ассоциирует, блядь, что он башкорт. Все, типа, русский его враг. Поэтому его ебанул он. Кого там ебанул, непонятно. И вот и все. Это же, как бы, ясные дела. Это нормальная тема, да? Не нравится другой национальность у него, блядь. Такая вот у него тема. Если он этого не сделал бы, может, он и не был бы никогда, блядь, за независимость Башкортостана. Вот в чем прикол. Ну, конечно, я не знаю, кого он ебанул там, блядь, русского или кого он там ебанул, тоже понять надо. Кого же он ебанул там? Я этого не знаю. Вот так вот. Я могу даже вот так сказать вам. Вот почему вы вот одну вещь, вот я не знаю, я всегда это говорил и говорю, не можете понять одну вещь. Есть люди, которые живут в Башкортостане и в Татарстане, которые могут понять, что такое Азия. Но есть те люди еще в Башкортостане и в Татарстане, которые не хотят понимать, что такое Азия. И у них сидит вот это, сука, манкурское, это не манкурское, а нацистское движение русских. В любом башкирте, в любом татаре. Это вот это выражение. Карахалок. И могу определение дать вам. Те, которые с Кавказа, это вот армяне, азера даже, турки, вся вот эта, так сказать, дичь для Башкортостана и Татарстана это карахалок. А другое выражение карахалака используется еще для узбеков, кыргызов и таджиков. Ну, для кыргызов не скажу, что, потому что в Башкортостане и в Татарстане кыргызов вы хуй найдете. Они все за москалей нахуй. В Башкортостане и в Татарстане да хуище. Это узбеки и таджики. Для них это карахалок. Даже скрывать тут нечего, блядь. Тут скрывать нечего, блядь, нахуй. Еще что могу сказать? Вот примерно я сказал. На Кавказе тоже карахалок. Азера и армяне это для них, вот для Башкортостана, один черт нахуй. Карахалок, блядь. Вот эти 12 карахалок. Я же всегда вам азеров говорю, блядь. Это рожденные дети рынков, блядь, нахуй. Мать их родила на рынке, нахуй. Это же я постоянно говорю вам, блядь. И исходя от этого, блядь, армяне и азера это
для Башкортостана и Татарстана, по жизни она была корохолоком, блядь, по жизни. Его нельзя поменять, изменить, не переубедить, нахуй. Вы заебетесь переубеждать это, блядь. И наши Азии, вот так. Казахов и кыргызов, они уже за 3 километра знают, что это такое, кто они такие. И они корохолок им не могут это сказать. Почему? Потому что у них явно глаза узкие и так далее. Это не прокатывает. И это не работает под них. Работает только для тех, которые выглядят как кавказцы, как что-то в этом роде. А Кавказ, они предполагают, это не чеченцы, дагестанцы. Это не корохолок. Это не корохолок. Для них именно те, которые не в России, это корохолок. Все, пиздец, поголовно. И это, блядь, бесспорно это, блядь, это любая бабушка подтвердит, нахуй. Вот любой дедушка скажет, корохолок кему? Ну, Кавказдан. Они знают, что такое Кавказдан, но знают, что Кавказда это азера и армяне. Все, пизда, блядь. Вот это вот. Вот эти всякие галустяны ебаные, нахуй. Вот такие. Симоняны, нахуй. Пидорасы. Вот это дичь. Но для них эти симоняны, пимоняне, их не друзья. Потому что они против, нахуй, нацистов. Но эти чуть-чуть против других нацистов. Ну, так сказать, не нацистов, они сами нацисты, они против корохолок. Вот из этой категории. И у Алсынова такая же хуйня. Про Алсынова я еще могу сказать более так подробно одну вещь. Алсынов, вы что хотели сказать? Алсынов что, за независимость Башкортостана с Татарстаном топил, что ли? Блядь, нихуя. Алсынов просто топил, нахуй, блядь, за Куштау, блядь. Я же вам 2 года об этом долбил. Люди борются за какую-то, блядь, гору, нахуй. Ну не ебанизм ли, да? А я вам говорю, до этого говорю, да, вот сейчас сегодня в начале эфира говорю, и у меня цель земля. У этих цель гора, блядь. У Габбасова цель уничтожить Москву. Уже разница, да, ведь большая разница. Вот, поэтому тут нисхождение у нас, мы в догадках не можем жить. Вот когда Алсынов выберется с тюрьмы живой, невредимой, тогда мы поймем его действия в дальнейшем, что он сделает. Но я знаю, его действия будут такие. Выйдет он шелковый, нахуй, оттуда шелковый выйдет. И оттуда, если не съебется из России, то он просто тупо будет заниматься вот этим своим, так сказать, не знаю, чем он занимался там, допустим, скотоводством внутри Башкортостана, и все. Он даже не вспомнит, кто такой Габбасов, он не вспомнит, кто такой, блядь, вообще Путин или что-то в этом роде. Все, ему мозги там въебут только так, нахуй. И думаете, он выйдет и будет топить, блядь, с нами, что ли? Хуй вряд ли, блядь. Но и другой есть вариант. Если он резко выйдет и сразу съебется из России, заберет семью и начнет действие с Габбасовым, другое дело, блядь. Тут уже, блядь, по-другому мы, как говорится, будем рассматривать эту тему. Но если это не произойдет, все, пизда. Как прикол есть же в Инстаграме. Кратковременные дожди обещают иногда так и там, что-то в этом роде. Есть же один приколист. Вот то же самое будет у нас. Вот так, я могу только вот так. Кратковременные какие-то слова могу высказать вам, а не больше, блядь. Но аргументировать их пока рано. Что они сделают, блядь, с Габбасовым, неизвестно, блядь. Апокалипсис, точно, блядь. Вот, апокалипсис, кратковременные дожди, блядь. Вот так, блядь. Ну, тяжелый случай, Туванлар, блядь, блядь. Что произошло с этим долбоебом Навальным? Блядь, ёбнули его. Потом Рамиля Саитова, да? Как его правильно я произнес или нет? Она сидит. Ее психушки держали. Потом ушла, вышла, блядь, опять засунули. Ну, поймите одну вещь. Если вы действуете, вот нужно раз и навсегда зарубить себе нос.
внутри вы нихуя никому не поможете. Я как человек, который бывал, блядь, в таких местах, я вам скажу, блядь, не дай Аллаха это никому. Я вроде просто бывал по другой теме. Вообще не при делах, я ни в каких темах я не играл, не участвовал. Просто бывал в таких местах, где где тебя закрывают. Исходя от этого, блядь, я понимаю, что даже в том положении, в котором я был, блядь, не при делах вообще. И людям, которым вешают при делах в России, так сказать, блядь, какие-то придуманные, блядь, статьи, как Рамиле там и так далее, другим, блядь, психушки всякие, нахуй, как тому буряту или якуту, блядь, который шел, блядь, Путина, блядь, на место ставить, как его звали, блядь, не помню, какой-то там якут, блядь, или кто он, бурят, ставить Путина на место, шел, блядь, не дошел, блядь, до Москвы, психушку закрыли, то же самое. Ну, они же, блядь, адекватные люди, нахуй их психушку закрывать. И тут то же самое. Когда Алсынов выйдет, вроде мы его адекватного, так сказать, посадили, помогли посадить, блядь, а он выйдет, хуй поймешь какой-то. Вот так то же самое. Поэтому, исходя от этого, мы понимаем одну вещь, что если мы идем, как говорится, по дороге уничтожения Москвы, мы должны так сделать, чтобы каждый, кто у нас страдает на этой теме, попадает куда-то не по теме, да ведь, значит, мы должны его или вовремя вытащить, или после этого, как он выйдет, дать реабилитационное время, так сказать, чтобы он, бля, оклемался и дальше шел с нами. Другого варианта у него нету. Или он там, блядь, нахуй станет манкуртом, или он идет с нами. Все, другого у него нету шанса, чтобы что-то делать, блядь. Ну, чтобы его опять внутри не убили, как Навального. Поэтому у нас идет такая дичь нахрен. Это куйрукка нахуй. Такое выражение у нас есть. Мы что-то всегда кому-то надеемся, говорим, давай ты сделай. Так не пойдет. Каждый берет, делает свое дело. Вот берет свое дело, он делает нахрен. Каждый. Вот только тогда будет бредамлик такыш, который мы употребляем эти слова, но нихуя мы не делаем в итоге, блядь. Нихуя бредамлик юпазда. Мы только, блядь, огрызаемся между собой, жуем друг друга, блядь, хуйней маемся на самом деле, блядь. А самое интересное, про это же я говорю всегда. И может про меня кто-то будет говорить, да мне вообще похуй. Смысл, блядь, мы не хотим меняться. Почему нам бы не поменяться? Хотя бы во время вот этой тяжелого случая, блядь, собраться, поменяться в этот момент, хуй с ним, сжать зубы, блядь, поменяться нахуй, блядь, ёбнуть эту Москву и потом разойтись. Что нас в этом, блядь, держит? Ничего. Но знаю один секрет. Нафс. Нафс держит. Нафс мы не можем побороть свой. Внутренний нафс. И у Габасова то же самое. Если Габасов был бы приверженец настоящего ислама прям, да, конкретного, он бы свой нафс уже засунул бы в шопу нахуй какого-нибудь слона нахуй. И сказал бы, давай, Рустам, будем пиздеть вместе нахуй. Давай, что ты хотел? Давай. Я за базар отвечать буду. Вот так он был бы. И Айсин был бы таким же. Но нет. Они не из того пирога. Забыл. Вот же о чем я вам говорил, блядь. Вот к этому вспомнил. Как раз таки не с того пирога. Почему, знаете? Потому что они родились все в России. Рожденные в России, они уже, так сказать, можно сказать, анасының қарнында бұзылғанлар уже олар. Их не исправить, нахуй. Не исправить, блядь. Если он, блядь, сейчас не топит за адекватность своей нации, их не исправить. Вот эти вот ебаные 99% манкуртов, нахуй, вся дичь вот эта, она вот такая. Они все родились в России, и когда они родились в России, они же не оказались каким-то образом в Азии, блядь, или где-то там, блядь. Им мозги никто не крутил.
Они как родились россиянами, и живут россиянами. И кто нахуй против России выйдет? В логику, вот в их бошку залезьте, вы сами себе ответьте, они не поменяются. Они реально не поменяются, они ебанутые. Почему? Для нас они ебанутые, а для них, для себя они умные, они не ебанутые, они знают почему. Потому что они родились в России, ёпта. Башкортостан, Татарстан, это Россия. Все, они родились там, их как нахуй, они сами себя не исправят. Если мы только им пизды не дадим, они не исправятся никогда. Это тяжелый случай, то, что вылезли вот такие Габасовы всякие, блядь, Закаевы, еще всякая вот эта дичь, Кашаповы, нахуй. Это сенсация, блядь, нахуй. Ну и то из этой сенсации тоже толка нету, блядь. Был бы толк еще у них, блядь. Хуй с ним, блядь. А у Закаева, вот здесь вот, брат чеченец говорит, у Закаева 18 тысяч армия, говорит, воюет, блядь, на стороне Украины. 18 тысяч. А у нас есть кто-нибудь там из татар или башкиртов 18 тысяч? Да у нас 1800 даже нету, нахуй. 1800 нету. Не то, что 18 у нас нету, блядь. А у них 18 тысяч, блядь. Чеченцы воюют против этого московского дерьма, блядь. У нас нет этого. Ну, может, блядь, цифры, конечно, преувеличенные, но, блядь, примерно уж такое что-то можно сказать. Потому что от чеченцев можно все ожидать. Особенно, которые ичкерийцы, которые остались с тех времен, я думаю, их до хера и больше. А Башкортостан и Татарстан, да, было что ли такое? Башкурдистан, Татарстан, был какой-то отряд, что ли, раньше? Не было никогда. Откуда оно может сейчас взяться? Если только вот эта кашаповская группа какая-то, габасовская, 5 человек группа какая-то. А у меня вообще никого нету, если на то пойдет. Которые откровенно, которые показали себя. У меня все какие-то домашние пока у меня только. Вот и все. Поэтому тут получается фигня такая, что здесь хоть крути, не крути, оно идет к тому, что у нас вот эти рожденные, так сказать, российские башкирты и российские татары, мы, блядь, больно сильно надеяться не можем. Очень даже не можем надеяться. Тут переполох только может поднять те, которые есть и будут рожденные в Азии. Потому что у нас, как говорится, кровь другая все-таки. Крути, не крути. Мы вот это больно такую, если уж на то пойдет, терпилость не уважаем. Мы терпим раз, два терпим, 3 терпим, нахуй. Дальше уже все, мы не терпим. Вот это дичь. А вы скажете, а что тогда весь Узбекистан терпит, допустим, параллельный вопрос возникает у вас, да, возникнет. И терпит почему? Потому что они у себя. Тут тоже не доебешься. Они у себя. А я не у себя. Я уже ушел от себя, перешел в Башкортостан. Поэтому вот это уже терпимость у нас не работает. Смысл, понимаете? И это не какие-то там отмазки, а это конкретная суть этого жизненного факта. Почему? Потому что переход с одной страны в другую, и ты попадаешь в так сказать, неопределенную ситуацию, что в той стране у тебя нету, блядь, нормального, так сказать, существования, качества существования земли, да, нету вот этой, так сказать, блядь, независимости нету. И ты понимаешь, если этого нету, и ты же не вернешься, допустим, тут оказывается нету, я вернусь как к себе независимый Узбекистан. Я же так не могу вернуться. Тут как раз таки о чем я говорю, за жопу надо же отвечать. Ну вот если я уже подписался, значит я за жопу должен отвечать. Да и даже не это, блядь. А то, что я живу, допустим, в Башкортостане, я уже оттуда куда денусь, блядь? Да я могу съебаться, как все релаканты съебаться куда-то в Узбекистан и нахуй сказать, нахуй мне это надо, буду жить у себя теперь. Пожил я в Уфе, теперь у себя уже. Нет,
Вот меня лично так никто не воспитывал вот по такой теме, блядь. Я не могу такую хуйню делать. Поэтому, исходя от этого, мы должны понять, что Башкортостан и Татарстан — это наши земли. Эти земли нужно просто очистить от, блядь, так сказать, неверующих. Как они говорят, неверных. Вот неверных надо нам нахуй ебашить там, блядь. А неверные — это москалятины. Вот и все. Там другие как бы все верные. Москалятина только у нас безалаберно, этот, как говорится, некрасиво себя ведет. Вот и все. А местное население Башкортостана с Татарстаном мы уже будем лечить попутно уже да потом. Но вот до этого лечения, я считаю, только что-то, кто-то, рожденный в Азии, близок к каким-то духам Азии, вот они только могут разъебашить Москву. Другие не смогут. Внутри не смогут. Потому что их воспитание не позволит. Во-первых, и вот этот дресс-код в голове, который им впитали уже, блядь, за 100 лет этих, блядь, коммунизма, вот это у них нихуя не будет. Блядь, там будет у них ограничения, не смогут они переплюнуть его. Вот это. У них очень много минусов, нахуй. С ними тяжело, блядь. С ними идти тяжело, блядь. Сравнение уже сравнивать, я уже не буду вам сравнивать. Видите, вот, по всяким эфирам вы смотрите, кто что говорит, оттуда вы сами и выводите результат всего, что вообще происходит. Нету у российских людей толчка к настоящей, там, допустим, обороне, настоящему действиям, каким-то нападениям. У них нету этого. Вот и все. Потом можно было бы сказать, если бы у них это было бы, и место нашлось бы. Откуда начать, откуда зайти, где оружие взять, все это было бы. Просто нету тех людей, которые хотят это делать. Не хотят они умирать. Шумдыхан Люслар. Сагат, короче, 1:20. Я с вами уже почти 3 часа 37 минут. И будем, наверное, закрывать. А то идет, я не могу закрыть. Сейчас прочитаю ваши комментарии. Таулсиздик, независимость. Азатлык керек бізге, азатлык. Получить независимость — это одно, а удержать — это другое. А если нет альтернативы, что делать? Габбасов более-менее близкий к твоим взглядам. Нужно в любом случае объединиться, иначе ничего не получится. Вот я и говорю, Габбасов же не хочет. Поэтому я говорю, что Габбасов тормозит, блядь. Тормозит. Я говорю, не только Габбасов, блядь. Таких до хрена. Таких до хрена. Их, блядь, их хрен вытащишь. Они сами по себе. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все. Нет у них, блядь, объединения. Я сколько говорю, блядь. Допустим, даже вот, просто возьмем издалека. Целое лето, блядь, вот это ебучее, которое прошло, я просил, блядь, давайте начнем какой-то бизнес. Для чего? Я вам 1000 раз уже объяснял. Никто нахуй не подписался. Я говорю, давайте начнем бизнес. Никого нету, блядь. Слились все, блядь. И там речь шла об одной вещи, блядь, нахуй. Грубо говоря, начать бизнес еды. Все. Чтобы там была вот эта тема, именно дресс-код наш. Еда национальная. Я же не говорю, русскую еду будем варить там, или украинский борщ там, блядь. Нашу, идентичную еду, нашу вот эту, блядь, азиатскую, татарскую, башкирскую, казахскую, разницы нет, любую. И вот это подгонять именно под шаблон к независимости. Под шаблон. Почему? То, что все будет оттуда доход уходить на какой-то там поддержание вот этого всего, а остальное будет складываться на оружие. Цель через это закупать оружие. Довести до такого момента, чтобы этот бизнес зацвел, и он был как бы, ну, в деле
вооружения, в деле приглашения людей, в деле соединения башкиртов, татар, там всей национальности. Вот, под лозунгом азатлыга. Все действия, ну, само собой, там, мы не назовем там ресторан Азатлык, допустим, или там кафе Азатлык, мы же не будем так уж писать. Ну, а идеи, конечно, можно и так написать, но это будет больно не по теме. А негизе, вот это дно, так сказать, цель его будет к этому идти. Почему? Потому что я еще когда-то уже вам говорил, один чувак хотел сделать партию, короче, партию татар. В тот день тоже я забыл это слово, партия. Вот партию татар, да? И что там в партии татар, в офис пойдешь, херней страдать будешь в офисе, пустом офисе. Что там в партии? Бла-бла-бла-бла-бла-бла. А здесь вон, здесь еда, сидишь, там чай, далее плов кушаешь, сидишь, идет разговор в каком-то закрытом помещении. И все. Все, решаются конкретные дела вот в таком темпе, вот в таком теме. И потом уже делаются дела. И это именно в мировом масштабе того, чтобы и европейцы поддержали нашу идею. Именно через кухню. Чтобы им доказать, что есть Башкортостан, есть Татарстан, есть Казахстан, Узбекистан, и им всем тоже нужна, так сказать, до независимости. Нам нужна с нуля независимость, а вам довести до, как говорится, до конца независимость, правильную независимость, демократическую независимость, а не колониальную независимость. Независимость, которая не оторвалась от этой ебучей колонии. Вот нам надо такая уверенная, чистая такая, без премисей русского мира. Вот что-то такое. А у нас что происходит, блядь? Хрень. Поэтому я и говорю, что у нас тяжело объединиться. Объединиться тяжело. Вот всегда я сравниваю чеченцев. У чеченцев объединения тоже нету. Но как один мне чеченец сказал, пизды дать приехать можем любым нахуй группам людей. Или там, кто бурагозит. А вот помочь нихуя. Вот и все. Вот пиздец. Вот это я проверяю везде у всех. Пиздюлей приехать могут дать, допустим. А вот помочь нихуя. Получается, если у них уже пиздюлей приехать могут дать, круто. А у нас даже этого нету. За нас даже приехать пиздюлей дать никто не может. Это как раз таки тот момент, пиздюлей дать, значит, это на Москву идти, пиздюлей дать надо, блядь. За нас, за всех. Из нашего круга. Как вот? Как этот момент, да ведь? А у чеченцев это почему не получилось на чеченской войне или там первой, второй, третьей, до ума не довели? Да потому что, блядь, те 180, грубо говоря, наций напало на одну нацию. Как можно воевать, блядь? Никак. Поэтому здесь даже логически думать об этом даже тупизм. Об этом даже, не то, что я проговорил, это думать даже тупизм. Там уже все ясно, блядь. Кто, что, блядь, там. Сейчас в Украине то же самое сейчас происходит. Поэтому победа Украины, я вам говорил в своих эфирах, только когда мы встанем, только тогда Украина победит. Но она этого не поняла. Нихуя не поняла и до сих пор не понимает. Поэтому украинскую тему даже затрагивать уже больше не хочу. Неинтересна она, потому что она логически, она уже давно убита. Тема убита давно уже. Но мы хотели из него сделать конфетку, но из говна конфетку нельзя сделать, оказывается. Вот так. Тяжело. Это неисправимое это состояние людей. Неисправимое. Они, так сказать,
хотят не склониться, и в тот же момент идут сами как будто бы в бой, но в то же время не видят людей, которые хотят им помочь. Не видят. У них только Америка в людях, как бы кого они могут видеть, и Украина. А другие вот эти независимые страны, которые хотят независимости, у них мы не в людях. Нас они не видят. Почему? Потому что у нас нет денег. Поэтому не видят. А вот если бы у нас были бы деньги, оружие, они бы с нами в десна целовались бы, блядь. Только так. Допустим, пример это, знаете, какой? Зеленский зачем к Эрдогану несколько раз ездил? Потому что у Эрдогана 400 тысяч армии есть, блядь. И денег дохуя. Поэтому и ездил. Надо же приспособиться, блядь. Он же, как сказали, приспособленец, блядь. Поэтому он везде приспосабливается, иммунитет ищет, блядь, чтобы не сдохнуть. А у нас что? Ни башкиртам, ни татарам доступа нет, блядь, к ресурсам. И поэтому у нас нет иммунитета. У нас нет ни пистолета даже нет, нахуй. Не то, что, блядь, пули нету. Поэтому с нами не интересно. А кому интересно, у кого нет ничего, блядь. Поэтому вот, чтобы вот с нами было интересно, нам нужно создать денежный поток, который будет покупать у вообще третьей стороны, допустим, третья сторона, даже той же ебаной Северной Кореи мы можем что-то покупать, если у них есть. Но у них, конечно, ничего нету. Само собой, у Японии мы можем брать, там, у Южной Кореи можем брать что-то. У кого есть оружие, мы у всех можем брать, у тех, которые не зависят ни от России, нахуй, ни от Америки. Вот с ними мы можем что-то действовать, какие-то дела делать. А для этого нужны просто прямолинейно какие-то купюры, нахуй. Какие-то купюры, которые реально могут постоянно нас обогащать к этой теме. Постоянно. И поэтому я всегда говорил, инвесторы из Башкортостана и Татарстана, задумайтесь об этом. Потому потом, рано или поздно, когда у нас все это будет, иншаллах, вам заходить захочется куда-то. Домой вернуться захочется. Но вы хуй зайдете туда уже. Это однозначно мы, принципиально я говорю, если даже я не успею это доделать, другим я буду советовать это. Пусть и меня даже, если я не успею сделать, не пускать тех, которые не вложились за независимость. Все, не пускать их, принципиально не пускать. Принципиально. Это я кому говорю примерно? Допустим, примерно такие люди кто? Отец Алсу. Алсу Сафина. А отца как? Радиф и Ралиф Сафин. Как его, блядь? Хуй этот. Вот примерно вот таких, блядь, миллионеров. Всяких нефтяных миллионеров. Еще дохуя таких. Да я же миллиардер даже не говорю. Да, миллиардер тоже есть всяко. Тот же, блядь, нахрен. Черт, блядь. Сын Рахимова, который в Австрии живет. Вот таких. Я уже один раз говорил уже про эту тему. Вот так вот. Турция вторая армия в НАТО. Вот именно, блин. Нет, самое интересное, 500 тысяч в Украине воюет, 500 тысяч, а в Турции 400 тысяч имеет армии. Я в ахуе просто. Я даже цифры запомнил, блядь. Блядь, 400 тысяч, блядь. Мне как-то я запомнил это. Почему? Потому что мне, блядь, это пиздец. Аж в бошку бьет эти цифры, блядь. 400 тысяч. Это же, блядь, это третий кусок, так сказать, один кусок из трети процента, грубо говоря, на земле есть башкортов 1,5 миллиона и чеченцев 1,5 миллиона, да? 400 тысяч только армия у турков. А у нас что? У нас что, блядь? У нас что, блядь? Это кошмар. У нас людей нет, да и таких. Цифры таких. Украинцам не до нас было. Но ты прав, украинцам нужно было помогать тюркам освободиться.
Вот именно. Нет, украинцам нужно было одну вещь понять. Ну, видите, вот в чем прикол, блядь, там один минус есть. Я их тоже могу понять. Я же не долбоеб уж, блядь, уж до такой степени их ненавидеть. У них, блядь, зелье евреи, блядь. Вот в чем проблема. Там, блядь, сами украинцы, вот эти, хохлы, так сказать, блядь, настоящие. А не они рулят, блядь. Вы где-нибудь их видели, нет вообще? Я вообще даже уже не знаю, как они выглядят на самом деле, блядь. Как они выглядят, блядь. Я знаю только свою тетю. Знаю сестер. Вот они выглядят, да. Вот я их назову по маме украинцы. Братишка у меня вообще копия хохол, блядь. Вот их я могу сказать, что вот он украинец. Это пиздец украинец, нахуй. Но у него точно нету этих еврейских кровей, блядь. Вот это он хохол. Мой двоюродный братишка. Но где здесь, блядь, возле Зеленского хохлы? Нихуя. Дичь какая-то возле него собрана, нахуй, неизвестно откуда они родились. И сам еврей, блядь. Конечно, блядь, нахуй там хохлы не рулят, блядь. Поэтому так и происходит. А Зеленский, еврей, ненавидит мусульман. Как он приблизит нас, мусульман, блядь, в кормушку? Никак, нахуй. Никак не приблизит, блядь. Потому что, блядь, они наши враги. Мусульманские враги. Но манкурты и неверующие мусульмане этого не поймут. Потому что они это не делят. А евреи делят по жизни. А у них это задача делить это. Примерно так.